Спасибо. Ну что ж, начнем мы, ну как и полагается, да, с весовой категории до 57 килограмм. И сейчас на ковер у нас выйдут спортсмены, которые будут оспаривать бронзовые награды. Ожидаем выход с красного угла, так скажем. В красном трико у нас выйдет Баир Баяндуев, представитель Бурятии. Ну и его соперником, соответственно, в синем трико будет Чалай Кужугет, представляющий Тыву. Ну, я думаю, телезрители, которые вот вчера также наблюдали, да, схватки, смотрели нашу прямую трансляцию, но они знают то, что несколько при необычных обстоятельствах проходит турнир. По ясным причинам у нас порядка 90 спортсменов принимают участие на этих соревнованиях. 4 зарубежные страны представлены и 12 регионов. И вот лучшие из лучших сейчас будут оспаривать медали соревнований. Ну что ж, дорогие друзья, начинаем первый бронзовый финал заключительного соревновательного дня. Баир Баяндуев, Бурятия, и Чалай Кужугет, Тыва. График работы судейской бригады будет следующий. 2 схватки за 3-е место и потом финальная. И так в каждой весовой категории будет проходить программа соревнований будет такой. Да, и по итогам всех этих схваток, я полагаю, что между схватками, между финалами будут проводить награждения, да? Не думаю, что в конце все будет. Да. Ну, я хотел бы представить судейскую бригаду, обслуживающую схватку за 3-е место. Руководитель ковра Валерий Гуичеев, Северная Осетия, Алания, судья международной всероссийской категории. Город Владикавказ, арбитр на ковре Даричев Юрий. Международная категория, город Владивосток, Приморский край. И боковой сейчас пока не вижу. Как увижу, представлю бокового судью. Ну, в общей сложности у нас 12 судей, да, работает на этих соревнованиях. Совершенно верно. 12 судей, все из разных регионов, все высокой квалификации. Это судьи международной и всероссийской категории. Наивысший рейтинг судейский. Ну и помимо вот самой соревновательной части у нас по традиции прошли, конечно же, практические занятия судей, да, семинары проходили. То есть, конечно, этих соревнований пополняют не только спортсмены, но и, конечно, судьи. Тахир Гулямов, UVB, провел семинар небольшой. И в принципе, изменений в судействе никаких нет. Судьи. И, скорее всего, что не будет изменений. Я уже вчера говорил, до Олимпийских игр. После Олимпийских игр, может быть, какие-то будут. Но пока все. Сегодня он, Тахир Гулямов, провел оценку работы судей. Оценил всех на отлично. Сделал небольшие замечания. Но это замечания были сделаны в адрес представителей, которые не все знают правила. И выкидывали челлендж. 4 челленджа выбрасывали за вчерашний день, и 3 из них закончились в пользу судей. 1 с заступом, который мы смотрели. Да. Там спорный момент был, судья мог выиграл представитель, секундант, да. А остальные все закончились в пользу судей, оценили все правильно. Ну, у нас первый период подходит к завершению, и пока у нас результативных действий нету, вот за счет предупреждения. Да, одно предупреждение было, синий, за пассивность красному было предупреждение, 30 секунд, и синий выиграл балл. Я думаю, что во втором периоде, наверное... Повеселее схватка будет, веселее, да, будет. Ну и что касается вот у нас Баира, да, Баяндуева, он вчера в полуфинале уступил Эрдему Барахшонову, а его соперник Чалай Кужугет в полуфинале уступил Валерию Андрусову. Да. И, соответственно, Первый период закончился. Спортсмены высокого уровня, поэтому действий технических не произошло. Будем надеяться, что во втором периоде все будет гораздо веселее. Вчера, вы помните, много схваток закончилось крупным счетом, то есть технические действия были 12, 11, 13, 9. И, то есть
все спортсмены выкладывались и показывали свое мастерство как могли. Ну, у нас схватка была, где было разыграно в общей сумме 31 балл, да? Ну и пока это рекорд, но думаю, конечно. 20-11 еще закончилась Да. схватка, да. Это рекорд, да, правильно. Впечатляющие цифры, конечно. Ну что ж, второй период у нас стартовал. На кону бронза, и не только бронза, дорогие друзья. Вот, как мы знаем, то, что спортсмен, который зайдет на третью ступень пьедестала, помимо награды бронзового отлива, он получит 40 тысяч рублей. Это очень значительно для спортсмена. То есть он может окупить свою лицензию, которая стоит 12 тысяч, еще останется деньги на проезд, на проживание, на пропитание. И может что-то приобрести, сувениры, например. Да, но вот серебряный призер получит 50 тысяч и чемпион 70 тысяч. Также 40 тысяч получит специалист, тренер, который подготовил победителя соревнований. Ну, свой балл тут он не возьмет. Это пассивность. У борца в красном трико. Да, 30 секунд. И в течение которых вот Баир Баяндуев должен провести какое-либо результативное действие. В противном случае... Проиграет балл. Да. Ну, таковы правила сейчас у нас. Это все делают для зрелищности, но не всегда это получается так, что схватка зрелищная. Вот свой второй балл Кужугет получает. И счет становится 2-0 в его пользу. И 1,5 минуты до конца этой схватки. На кону бронза. Бронза весовой категории до 57 килограмм. Баяндуеву нужно что-то предпринимать. Отступать тут никак нельзя. Но тут, конечно, да, будет обидно, да? Досадно в шаге от медали. Да. Остаться ни с чем. И, как говорят, 4-е место очень обидно. Это рядом с бронзовой медалью и остался без медали. Ну вот как раз сейчас, да, вот, план был такой, что на заднем фоне пьедестал. И смотрим, вот сейчас. Собрался. Здорово, 2 балла берет. 2 балла берет, если И накат. пытается сделать накат, не получается, да. Сейчас он уже ведет схватку. Да. 2-2, но по качеству он ведет. 44 секунды вот видим на таймере до конца схватки. А доктора, приглашает доктора, видимо. Ну, кровотечение или... Да. Да, надо остановить кровотечение. Привести в порядок, ковер. И дальше будет продолжение схватки. Ну, включился, да, у нас? Включился, да. Баир Баяндуев своевременно. И сейчас уже он ведет в этой схватке. Но сейчас, конечно, уже Чалай Кужугет будет работать. Да, ему необходимо не под предупреждением выигрывать, а нужно обязательно брать балл. 2 балла, 3 балла, 4. Вот он включается. Идет захват активный. Посмотрим, что из этого выйдет. Чалай Кужугет представляет республику Тыва, которая традиционно, да, вот сильна во всех единоборствах. Да. Вот уже отстаивает, а на коленях балла не будет. Ну, ранее точно такое же выталкивание, даже в ту же сторону мы видели, да? Ну, да, было выталкивание, но там 30 секунд дали за пассивность, а здесь надо трудовой балл брать. Вот еще. Будет оценка. Так, много движений, но баллов нету. Баллов нет, да. Опасного положения нет, поэтому и баллов нет. Последние секунды. Все, Все. схватка завершена, и Баяндуев становится у нас обладателем бронзовой награды, дорогие друзья, с чем мы... Первые его- бронзовые да. награды, да. Поздравляем представителя команды Бурятии. Уступал за счет За счет 2-0, да, по предупреждениям. Вот, 2-0 уступал, включился, техническое действие на 2 балла выполнил и за 40, ну, там 40 с чем-то секунд, да, оставалось до конца. Ну, молодец, собрался. Трудовые баллы взял.
Ну и удержал нужный ему счет. Победный для него Вот счет. это просто выталкивание, за это балла не дается, поэтому на повторе. А вот они, 2 балла. Всё. Ну и таким образом в скором времени мы на церемонии награждения увидим Баира Баяндуева на 3-й ступени пьедестала 8-го по счету международного турнира памяти Романа Дмитриева. Ну, сейчас будет определение, начнется, да, выявление второго бронзового призера этой весовой категории. И у нас встретятся Демьян Лютчанов и Артем Габаев. Тоже интересная пара. Артем Габаев, Северная Осетия, Алания. Да. Лючанов, Молдова. Борец в красном трико из Молдовы. Борец в синем трико из Республики Северная Осетия, Алания. Борьба за бронзу. Ну и в этой весовой категории в финале мы увидим якутянина Харсхал Григорьев. Оспорит награду высшего достоинства с Эрдемом Баракшоновым из Бурятии. Очень интересная схватка будет. Да, вчера мы болели за Григорьева, но он оправдал. Сегодня будет гораздо сложнее ему. Но, скажем так, минимум серебряная медаль уже в кармане. Надо постараться завоевать золотую. Да, и вот если продолжать, да, разговор о якутянах, которые сегодня выступят, в весе до 61 мы в финале увидим Александра Иванова, он встретится с Вадимом Берегой из Молдовы, кстати, тоже. В этом весе у нас еще и бронзу оспаривать будут Кирилл Дорожкин и Николай Спиридонов. В весе до 65 бронзу у нас оспорят в рамках одной встречи Владимир Баяновский и Вальтер Владимиров. Ну вот этих якутян мы в скором времени увидим. Но мы до них дойдем, а сейчас, конечно, все внимание на эту схватку. Демьян Лютчанов Его соперник в синем трико, представитель команды России. И его соперник Артем Габаев. Артем Габаев. Артему 17 лет. Хотел бы представить также судейскую коллегию, которая обслуживает эту схватку. Руководитель ковра Владимир Секлецов, город Кемерово, судья международной всероссийской категории, арбитр на ковре Ришат Гасанов, судья всероссийской международной категории Ставропольский край. И бокового опять не видно, не показывают. Ну как вы все, уважаемые зрители, знаете, на этих соревнованиях у нас главным судьей назначен Чуенко Александр, город Москва. Он также у нас судья первой по всероссийской и международной категории. Ну, представитель ФИЛа Тахир. Тахир Гуламов, вот технический делегат Объединенного мира борьбы. Вот вчера, конечно, я думаю, телезрители, которые смотрели торжественную церемонию открытия, да, в этом году, ну, обошлось без каких-то вот масштабных прям действий, да, потому что, понятно, у нас период пандемии, у нас строгие ограничения вот на этих соревнованиях. По этой же причине у нас мало участников. Вот раньше 20 зарубежных стран, столько же регионов России. Цифры, конечно, там совсем иные были, но, как говорится, это лучше, чем ничего. Если праздник спорта, праздник борьбы у нас, конечно же, все равно на кольцо состоялся. Вот сейчас Габаев работает и взял лицо на кольцо, но удастся перевернуть, пока не удается. Растяжка хорошая. Ну вот 2 балла. 2 балла синему. И возможно... Да, и идет на туше. В очень трудном положении контролирует своего соперника. Лючанов попал в опасное положение, и сложно отсюда уйти будет. Но видим, с растяжкой также все в порядке у судьи. Да, да. Судья тоже у нас на шпагате сидит. Вчера, кстати, тоже заметил. Вот. Хорошая растяжка. Хорошая, да. Ну, удобнее, да, вот так. Да. Передвигается сам тоже как борец. Так, смотрим. На последние секунды первого периода.
7 секунд до конца первой трехминутки. 4-1 обеспечил себе преимущество в 3 очка Габаев. И все. Завершается первый период. Спортсмены отправляются восстанавливать Кстати, силы. Борьбу за третье место в весовой категории до 57 килограммов ведут в красном трико представитель команды Молдовы 19-летний Демьян Гуцман. Демьян представляет... Ну, у нас на этих соревнованиях, вот говорили, да, существуют определенные ограничения, ну, то есть у нас масочный режим. Конечно, само собой понятно, то, что трибуны у нас закрыты, ну, то есть зрители не допускаются. В центре спортивной подготовки «Триумф» сейчас находятся только те люди, которые причастны к организации и проведению этих соревнований, ну и телевизионная группа, также фотокорреспонденты, журналисты, аккредитованные, прошедшие вот все необходимые проверки. И у нас награждение будет, кстати, тоже проводиться вот в несколько другом формате. Как я понял, спортсмены будут, ну, бесконтактное награждение. Спортсмены будут сами подходить к столу или к подиуму, мы это увидим, и сами вот, будут брать да, медали. брать медали. Кстати, хотел бы сказать большое спасибо руководству республики. Вчера сам президент был на открытии, это, что очень приятно и для зрителей, и для, особенно для судей и тренеров-представителей, что первое лицо республики уделяет внимание спорту. Да, вчера на церемонии открытия глава республики Асен Сергеевич выступил с приветственной речью, ну, и объявил, да, собственно, открытие соревнований. Также на открытии у нас вот выступал и технический делегат Объединенного мира борьбы Тахир Гуламов, но также и Роман Романович Дмитриев выступал, сын. Сын, да, сын. Романа Михайловича. Очень такую интересную речь он подготовил. Речь вообще да, была. вдохновляющая, да, вот, о правилах жизни своего отца. Да, и она поучительная даже для спортсменов и тренеров, Да. будем так говорить. Все эти 4 правила, которые он назвал, олимпийское спокойствие, это все действительно Роман Михайлович присутствовало. И хорошо, что дети это все, дети знают и ценят, почитают это. Вот больше. Вот сейчас, Англичанам. казалось бы, прошел ноги, но нет, упустил эту возможность, и меньше 1,5 минуты остается. Сейчас, конечно, представителям Молдовы надо что-нибудь допридумать. Я хочу сказать, что 2 представителя Молдовы приехали оба в финале. Это стопроцентный результат. Кстати, да. Даже если он проиграет, цели добился, вышел в финал. Да, в этой весовой категории вот было заявлено самое большее количество, максимальное количество спортсменов. 32 борца начинали оспаривать медали. И вот сейчас, да, ведущие, собственно, и разыгрывают награды из этих 32. Ну что, меньше минуты, а если быть точнее, порядка 40 секунд. Вот, включился. Тут балл забирает Рычанов. 2-4. 2-4 становится счет. Еще нужно обязательно одно действие, минимум. Ну, Артем Габаев, кстати, вот вчера проиграл нашему борцу Харасхаду Григорьеву на стадии полуфинала. Да. А вот, получается, Демьян у нас вышел за счет утешительных схваток. Да, выиграл. В утешительных схватках участвуют те спортсмены, которые проигрывают победителю в подгруппе. И они борются для того, чтобы потом с последним проигравшим финалисту побороться за 3-е место. Ну что ж, не хватило, да? Вот, Не хватило, да. времени, сил. Чуть-чуть. Да. И у нас все бронзовые призеры этой весовой категории выявлены, дорогие друзья. Поздравляем мы Артема Габаева. Становится он обладателем 2-й бронзовой награды в этом весе. В скором времени мы увидим, как он самолично, да, получается? Да, медаль Возьмет увезет медаль. в Республику Северная На Осетия. ковре борьба
Поздравляем еще раз мы Артема Габаева и тренерский штаб Северной Осетии Алании. Ну и режиссер телетрансляции сейчас предлагает самые яркие моменты минувшей схватки, минувшего периода. Ну, у нас Демьян под конец схватки, конечно, начал, да, более активно действовать. Но Не хватило да, времени. не хватило. Ну и сейчас уже вышли борцы, которые будут оспаривать право зайти на высшую ступень пьедестала. Это у нас в красном трико Эрдем Баракшонов из Бурятии и в синем трико представитель сборной команды Якутии Харысхал Григорьев. Что здесь можно сказать? Здесь я хотел бы отметить то, что на первенстве России по молодежи в городе Улан-Удэ Баракшонов был бронзовым призером, а здесь он вышел в финал. Он там уступил дагестанскому спортсмену. Здесь Дагестан не присутствует. Он вышел в финал. Не присутствует, но в других весовых категориях. В этой категории не было дагестанских спортсменов. Эрдем Баракшонов вчера вот на стадии полуфинала оказался сильнее Чалая Кужигет из ТВ. Ну а что касается нашего вот Григорьева, то он выиграл у Артема Габаева, бронзового призера этой весовой категории. Ну что ж, все внимание на ковер. По истечению вот 5 минут узнаем победителя. Кстати, я про дагестанцев только говорил. Сейчас на данной схватке, финальной схватке, руководителем ковра является Исрапилов Гасан, судья всероссийской международной категории, Махачкала, Дагестан. То есть есть все-таки представители, да, представители есть. Дагестана, да? И обслуживает схватку арбитр на ковре. Я уже озвучивал, это Юрий Даричев, Приморский край, город Владивосток. Бокового опять не вижу. Боковой. Руслан Мухамединов, вчерашний именинник. Это всероссийская международная категория, город Благовещенск. Да, вчера был у него день рождения, мы поздравляли в прямом эфире, да? Совершенно верно. Ну что ж, смотрим. Напряженная схватка. Спокойненько начинается данная встреча. На кону золото турнира международного и 70 тысяч рублей призовых. Ну, кстати, мы забыли совсем поздравить телезрителей с праздником. Да, с 1 мая. Да, Мир, труд, май. Мир, труд, май, да, действительно. В другие годы, в советское время, на парад ходили. Мы сегодня вспоминали, в автобусе ехали. А сейчас пандемия, все дома сидят. Ну, Во дворе можно только прогуляться. Ну, вот до начала трансляции мы тоже вот с коллегами вспоминали то, что вот обычно в это время, да, вот как раз начинается у нас демонстрация на центральной площади нашего города, на площади Ленина, и обычно мы не сидели вот на спортивном объекте, да, а вот вся работа кипела, вот вся телевизионная группа вот на главной площади у нас работала. Но уже, да, конечно, праздник был, большой праздник был. Но все мероприятия сейчас пройдут преимущественно в онлайн-режиме. А у нас праздник спорта в Центре спортивной подготовки «Триумф», праздник борьбы. Наш праздник продолжается. Да. Так. Завершается первый период. Баракшонов взял балл по предупреждению. Что Григорьев молодец. Бронзовому призеру уступает минимально пока. Бронзовому призеру первенства России среди молодежи. Из города Иркутска. Ну что ж, у нас сейчас итог первого периода. 1-0 Баракшонова. У нас все решится во второй трехминутке. Да, наставники дают наставления. Возможно, будет изменен ход схватки.
призывают как с юности спортсменов. Ну, Харысхал Григорьев на этих соревнованиях провел. Ну, это его 4-я схватка. Сначала вот он выиграл у Демьяна Лютчанова в 1/8, который боролся сейчас за третье место. которого вот сейчас мы видели. Затем у Артема Слепцова в четвертьфинале. Затем в полуфинале Артема Габаева. Ну что сейчас? Попытка была переворота, но неудачная. Да, и поднимает судья. Ну что ж, ну конечно, да, жаль, что сейчас у нас не разрешено, да, вот впускать зрителей. Тут, конечно, Харысхалу поддержка родных стен, трибун значительно помогла бы в этой схватке. Для Республики Саха-Якутия это вдвойне обидно. Люди понимают борьбу, знают борьбу. И здесь бы такая поддержка была. Сейчас шум был бы на трибунах. И, естественно, моральное превосходство было бы у Григорьева. Но пока только... Мы слышим только секундантов. Да. Интуитивно поддержку он, может быть, и чувствует через телевизор. Но это не то все равно, да. Вот вчера тоже Роман Романович в своей речи тоже отметил то, что да, действительно жаль, что у нас пустые трибуны. Он выразил вот уверенность в том, что если бы ситуация была нормальная, да, вот с эпидемиологической точки зрения, то тут, конечно, собралось бы множество людей, и стены бы дрожали. Но действительно Совершенно. так и бывает в триумфе, когда много вот зрителей и идет бешеная поддержка, да, вот спортсменов, то тут, да. Волосы дыбом становятся Да. от напряжения, и выкладываются спортсмены совсем по-другому. Ну что ж, половина второго периода у нас уже позади, и ждем от Харысхала. Ждем действий от Да. Григорьева, да. Пока ничего не может сделать. Ну что, в его распоряжении уже минута. Минута. Пошла последняя минута, да. Ну, Баракшонова неплохая защита. Ну, плотно так на ногах стоит, как мы видим. Тут его, конечно, Уверенно, да. раздергать там в сторону. Сложно раздергать, да. И сам пытается атаковать. Харысхал. Ну что, Харысхал, 40 секунд. Баракшонов тут контролирует. 33 секунды. Очередная попытка пройти в ноги. Не увенчалась успехом. Ну вот и вновь, да, вот видим. Но ему, он может, прошел и контролирует ситуацию, прихватил руку, ему остается совсем 20 секунд. Ну вот сейчас, здорово. 2 балла берет. Молодец, Григорий. И работать. Последние секунды. 10 секунд. Еще 2 балла. Да, здорово. И 5 секунд, меньше 5 секунд. 4-2 в пользу Григорьева. Еще может. А уже зона и время закончилось. Но Молодец, Харысхал. Порадовал земляков, болельщиков. Да, и, конечно, расстроен Баракшонов. Ну и вот Харысхал Григорьев, да, вот пытался вот пройти в ноги раз за разом. И вот под конец, под самый занавес встречи вот провел вот эту вот атаку. И со счетом 4-2 побеждает Харысхал Григорьев, и становится он победителем, чемпионом весовой категории до 57 килограмм. Поздравляем. Да, с чем мы его поздравляем? И его Поздравляем. тренеров. Да, и, конечно же, само собой, да. Ну и сразу там, конечно, да, наши коллеги, экспресс-интервью. Харысхал Григорьев, свежеиспеченный победитель 8-го по счету международного турнира по вольной борьбе среди юниоров в памяти Романа Дмитриева. Ну и видим, как, конечно... Бояр Цыренов, это секундант и тренер Баракшонова. Мастер спорта международного класса, между прочим, секундировал. Расстроен. Ну, серебро, тоже медаль. Да, это тоже хороший показатель. И в единоборствах, да, действительно у нас может быть только победитель и проигравший. Все-таки стены родные помогли Григорьеву, я скажу. Потому что он на первенстве России в Иркутске в этом году не попал в тройку.
А здесь он стал победителем. Да. А Барахшонов был бронзовым призером. Хозяин ковра по-хозяйски. Да, распорядился. Да. Ну что ж, еще раз поздравляем мы Харысхала. Первое золото у нас есть. Харысхал принес первое золото в копилку сборной команды Якутии на этом турнире. Ну что ж, идем далее, дорогие друзья. И это у нас весовая категория до 61 килограмма. Кирилл Дорожкин, Республика Саха-Якутия. И Дамдин Царинджапов, представитель Бурятии. Это у нас первый бронзовый финал данной весовой категории. Григорьев хороший задел сделал. Пример для остальных сваток. Да. А здесь я хотел бы представить судейскую бригаду, которая обслуживает эти соревнования. Руководитель ковра Валерий Гульчеев, Республика Северная Осетия, Алания. Бывший замминистра и министр Республики Северная Осетия, Алания. А арбитр на ковре Петр Чешкин, судья всероссийской международной категории, город Тында, обслуживают эти соревнования. Но я хочу отметить, что в этой весовой категории у нас два представителя якутской школы борьбы претендуют на бронзу. Вот сейчас мы наблюдаем за выступлением Кирилла Дорожкина. В следующей схватке у нас выйдет Николай Спиридонов, и будет он бороться с Олегом Фоминым. А оба представители Республики Саха-Якутия. Ну вот сейчас мы наблюдаем за выступлением Дорожкина. Вот в следующей схватке выйдет, да, Николай Спиридонов. Ну и в финале, конечно же, само собой, в финале у нас Александр Иванов, Да. встретится с Вадимом Берегой из Молдовы. Ну, в теории у нас якутский пьедестал может быть, но не будем. Дай конечно, бог, дай бог. О, да, 4 балла. Дорожкин. Да. Так, ну, 2 Царинджапову еще. Да, потому что он сделал бросок и сам через запасное положение прошел. 4-2. Ну, вот это- Многообещающее начало. Да, относительно такое спокойствие, Да. спокойствие и вот Взрыв. такой взрыв вот. Вот. Царинджапов вынужден активничать сейчас. И забирает 2 балла. Да, тут берется и 2 балла Царинджапов. Так, нужно тут, конечно, вытерпеть этот натиск. Отстоять, да. Так, ну идет накат, еще 2 балла. Вперед выходит Царинджапов, 6-4, еще 2 балла. Еще 2 балла, да, 8. Не успел освободить руку, поэтому в сторону отключенной руки сделал накат и в обратную потом Царинджапов. Да, 4 балла ведет представитель Бурятии. Видимо, очень сильно хочет завоевать бронзовую медаль. Хотят они оба, но Царинджапов пока поудачнее выступает. Ну и последние секунды первой трехминутки. Достоим, видимо. Да. Не будет тут действий, все. Завершается первый период. Ну что, вот такое практически до середины. Спокойненько. И там вот у нас экшен начался, да, разыграли 12 баллов. Ну и сейчас у секундантов, тренеров есть возможность внести коррективы в план. Повлиять на ход данной схватки. Кстати, из Бурятии приехал представителем Жамсо Хамажапов, мастер спорта международного класса. Он представляет республику. И, скорее всего, что он сейчас радуется. Итак, второй период. Смотрим внимательно. Оба представители Дальневосточного федерального округа сейчас борются за бронзу. Да, на кону бронзовая медаль соревнований.
Также финансовая поддержка. Да. О, как 4 балла от Циринджапов. Да. И еще в опасном положении. Захват хороший у него. Дорожкин в первом периоде сам бросил, теперь улетел. Да, в данном случае он сам улетел на 4 балла и все, туше. Циринджапов становится бронзовым призером и видим всю досаду, да, вот Дорожкина. Ну, да, конечно, досадно, обидно остановиться в шаге от медали и остаться ни с чем. Самое обидное, да. Ну что ж, а мы, конечно, отдадим должное, да, Дамдину Циринджапову. Поздравляем его с тем, что он стал бронзовым призером весовой категории до 61 килограмма. Ну а Кириллу Дорожкину мы пожелаем удачи на следующих стартах. Вот Фомин впереди. Вот первые 4 балла. Хорошо он. И потом через опасное положение ушел. Красивый бросок был. Вот тут, да, вот. Красота, да, вот. Красота, да. Вольной борьбы в замедленном действии специально для вас, дорогие телезрители. Все красивые броски. Ну туда, на накатах. Технические действия. А он в сторону открученной руки сделал, а теперь уже во вторую не успел освободить руку. И вот он накатал до 8 баллов. И вот 4 балла. Ну и положил на лопатки нашего спортсмена. Ну что ж, первая бронза у нас в этой весовой категории разыграна. И смотрим, у нас второй бронзовый финал. Это в красном трико у нас Олег Фомин. Его соперник Николай Спиридонов, представитель команды Якутии. Ну что ж, второй спортсмен, представляющий якутскую школу борьбы, сейчас вышел на бронзовый финал. Ведут представители команды Саха Якутия. Схватку эту обслужит у нас руководитель ковра Ришат Гасанов, Ставропольский край. Судья всероссийской международной категории. Арбитр на ковре Дмитрий Болтаев. Иркутская область. А бокового мы опять не видим. Боковой, по-моему, Юрий Даричев, Владивосток. Но тут у нас в любом случае бронза будет у команды республики. Совершенно верно. Но тут вопрос, кто же останется за бортом вот пьедестала. Да. Тренируется под руководством Юрия Афанасьева. Ну и смотрим. Нет у нас пока результативных действий. Пока действий нет, но сейчас будут определять пассивного. Ну там, да, видим то, что на таймере уже 30 секунд. Горит. Спиридонов должен действовать. Николай Спиридонов. Балл. Да, 1 балл. Фомину. Спиридонов должен включаться сейчас, да. Ну, на этих соревнованиях вообще вот мы говорили то, что в общей сложности всегда порядка 90 спортсменов. Якутию на этих соревнованиях у нас представили 27 спортсменов. Ну и, конечно, они, подавляющее большинство были представлены вот в малых весах. Традиционно сильные Да. борцы в этих малых весах из республики Саха-Якутия, поэтому они представляют больше участников. Ну и потихоньку у нас первый период подходит к своему завершению. 45 секунд. И пока вот за счет предупреждения в 1 балл ведет у нас Фомин. Опа! Да, 4 балла. есть 4 балла. Фомин непредсказуемый. На движении поймал Спиридонова. Ну и преимущество уже в 5. 5 баллов. Смотрим. И дальше Накатил. накат. Еще 2 балла.
Но в предварительных схватках Спиридонов гораздо лучше боролся. Видимо, неудобный спортсмен Фомин для него. Вот свой прием пытается провести Спиридонов. Пока безуспешно. Но и последние 5 секунд. Смотрим. Фомин Тут 2 балла еще. Смотрел, да, 9. Ну да. Серьезное преимущество. Серьезно, да. В первом периоде обеспечил себе Фомин. Я думаю, наверное, Спиридонов помладше, поэтому, наверное, точно не могу сказать, но хотел сделать брауле и сам на брауле попал. Ну и в шаге от досрочной победы Олег. Посмотрим, как второй период, что сможет сделать Спиридонов. Тут по большому счету надо уже, наверное, идти в банк. Ну, конечно. Спиридонову ничего не остается. Если хочет выиграть, то нужно идти в банк, готовить приемы и делать броски. Итак, смотрим второй период и сразу Вот опять. Нет, сейчас. Фомин хотел сделать брауле. Спиридонов заходит, пытается зайти сверху. И зашел, 2 балла взял. Да, первые 2 балла берет Спиридонов. Ну что, попробует накатить. Не получилось и так. Не получилось. Судья дал свисток. И теперь с центра ковра начинают схватку спортсмены. Ну, конечно, надо пытаться вот раздергивать, искать возможности для проведения своей атаки. 2 балла есть, осталось. Если хочешь выиграть, вот, пожалуйста. Включился, Да, еще 2 2 балла. балла. А мы вчера приводили примеры. Первый период со счетом 9-0 выиграют или 8-0, там, а второй период в обратную сторону. Вот примерно и это сейчас начинается. Но если будет работать до конца, есть шанс догнать. Еще минута, больше минуты, минуты 30. Замечание за захват пальца. Ну что еще нам покажет Спиридонов? 4 балла отыграл во втором периоде. Почти половину, еще Да. 5 нужно отыгрывать. Ну, если хочешь выиграть, нужно показывать красивую борьбу, идти атаковать. Стоять не получится ничего здесь. И при таком раскладе-то Олег Фомин, Устали оба. ну да, будет действовать, конечно, на удержание вот этого счета. Комфортного счета, да. Ты подсечку. Подсечка. Пассив. Балл дали и предупреждение. Ну что, 4 балла? 5 уже. А, осталось, да, осталось 5. отыгрывать 4. Осталось 4, да. Ну и Фомин, конечно, будет удерживать. А 20 секунд. Спиридонову нужно 5 баллов брать, потому что у Фомина техничка действует 4 балла. При равном счете он проиграет. Фомин хорошо защищается грамотно. Вот. Ах, еще балл красный. Да, и тут, конечно, все уже, ну, понятно. 1 секунда, не успеешь ничего сделать. Ну, это да. А Секунда. спортсмены уже поняли, пожали друг другу руку.
Ну и все, достояли до звукового сигнала, до свистка, и все. Завершается эта бронзовая дуэль победой Олега Фомина. И Олег Фомин в скором времени зайдет на третью ступень пьедестала с бронзовой медалью на груди. Поздравляем Олега. Ну и давайте смотреть повтор. На повторы минувшей схватки. Ну, посмотрим второго представителя Молдавии. Удастся ли ему выиграть? Первый, как мы помним, остался без бронзовой медали, 4-е место. Да. Но сейчас уже минимум будет 2-е. Если хорошо отборется, будет победителем. Ну что, сейчас финал, дорогие друзья. И увидим мы Александра Иванова, он в красном трико. Но пока он еще не вышел, вот. Видим мы его справа. Александр Иванов, Республика Саха-Якутия, и Вадим Берегой, Молдова. Финал весовой категории до 61 килограмма. Так, что у нас? Шнурок завязать, чтобы не развязался. Ну, интересно, вот дополнительно, да, фиксируются, оказывается, шнурки у нас, Да, лейкопластырем, чтобы исключить, да, вот действительно вероятность того, что в ходе вот схватки, да, развяжется узел, и это, конечно, приведет к остановке. И судья на ковре, конечно, сразу это заметил. Итак, финал весовой категории до 61 килограмма. Александр Иванов, Якутия, и Вадим Берегой, Молдова. финальная схватка весовой категории до 61 килограмма. Схватку нашу обслуживает руководитель ковра Сиклецов Владимир, город Кемерово, всероссийская международная категория. Друг, кстати, хороший друг Саша Игнатьева был. Мы недавно вспоминали его. Да, Книга, тем более память его, вышла «Вся жизнь в спорте» и для спорта. Арбитр на ковре Ришат Гасанов, Ставропольский край. Все судьи всероссийской международной категории. Ну, вот пытается без разведки. Активные действия, но... Красному замечание. Ну вот в рамках финальных схваток, да, мы смотрим, у нас пока в команде Якутии 2 медали. Напомним, что вот Харисхал Григорьев у нас стал победителем весовой категории до 57 килограмм. Ну и вот ранее видели мы якутскую дуэль в бронзовом финале этой весовой категории. Олег Фомин. Да, Олег Фомин, из которого вот вышел победителем. Ну а сейчас, ну, в любом случае, есть 3-я медаль. Об этом, конечно, мы уже говорим, но вопрос, какого отлива будет, какого достоинства. Хорошо, Александр сейчас может забрать, упустил. Упустил такой шанс. Не доработал. Молдавский спортсмен пока уступает. Я имею в виду по борьбе, не по счету. Да. По счету у него балл есть. Можем заметить, да, как вот Берегой плотно стоит. Плотно стоит, да? блокирует руку. Ну что, меньше 45 секунд до конца первого периода. Идет вновь вперед Александр. Ну, И опять опять не получилось. Второй уже такой забег. Плотнее нужно Александра. делать захват ему. Видим, как заряжены оба борца.
Без свистка готовы Да. начать, возобновить схватку. 20 секунд до конца первой трехминутки. Ну, предпочтительнее смотрится Александр. Да, предпочтительнее. Я думаю, что во втором периоде, если при равном счете будет замечание дано борцу в синем трико. Потому что борец в красном трико, Иванов, от Здорово. балла отдает. Молодец. Успевает? Да, успевает. Да. Успевает, да, 2. 2 балла и под самый занавес, вот буквально вместе с таймером, да? Да, 2 балла в раздевалку. Как? Да, под самый конец, действительно, 2 балла. С третьей попытки сделал перевод. 2 раза не мог доработать Пускал, до конца. И вот под самый конец получилось. Молодец. Борьбой занимается под руководством Захарова Дмитрия. Его соперник в синем трико, представитель команды Молдовы, 19-летний... Напоминаем, что у нас на кону золото. Золото весовой категории до 61 килограмма. Итак, все готово для возобновления этой решающей схватки. И второй период. Вот. Молдавский спортсмен пытается отыграть по ногу. Теперь нужно сделать посадку для того, чтобы заработать баллы. Вот молодец. Молодец. Ай, Иванов. здорово. Тоже посадить надо. Да, посадить 2 надо, балла 2 балла. Атаковал Берегой, но Александр молодец. Да, сконтрил. И дальше работать. Развить успех не получилось, но все же, да. Все равно здорово. Но уже задел, лучше стал. 3 балла разрыв. Но мы видели, да, как Берегой вот в первом периоде вот плотно стоял на ногах, вот всячески, да, блокировал все движения Александр. Теперь посмотрим, как он... Теперь ему надо атаковать. Да, посмотрим, как он в атакующей фазе действует. Да. Жесткий швунг, поэтому замечание делается спортсмену. Как правило, спортсмены из Кавказа таких швунгов не выдерживают и начинают драться. Но у нас, слава богу, вот еще 2 балла. Молодец. Молодец, Александр. Что, накатить попробуем? Это не родственник Александра Николаевича Иванова? Вот, кстати, не могу Призера сказать. Олимпийских точно. игр. Но имя Ну, и фамилия да. совпадает. Полный тезка. Полный тезка и, наверное, хочет Ну, похожим может, быть. Если на даже старшего. вот не является родственником, Да, да? если даже не является родственником, 100%, что он хочет быть похожим на Александра Николаевича Иванова. На моего, кстати, тоже друга, но из-за пандемии ни Саша Иванов, ни Степанов Николай, да многих нет моих друзей, ветеранов спорта. Пал Палыч тоже мой друг, но он руководитель этого спортсооружения, поэтому он находится здесь, ему труда не составляет, он обязан здесь быть, его Да. работа такая. А вот остальным вашим товарищам, конечно, Да. да, не повезло в этом плане. Совершенно верно. Обидно, но они сейчас трансляцию нашу смотрят. Уверен, да. Ну что, меньше минуты, 6-1. Хороший задел себе обеспечил Александр. Ну, хочу сказать, что действий никаких молдовский спортсмен не может принять. Он только научился отключать руку. Здорово! И еще 2 балла. Ну, теперь можно быть уверенным, что доведет схватку до победного конца. И золото останется в Республике Саха-Якутия. Турнир это для молодых спортсменов, и они делают все для того, чтобы прославить свою республику на борцовском ковре и порадовать Айсена Николаева, президента Федерации спортивной борьбы Республики Саха-Якутия. Ну тут да, конечно, абсолютно все жители республики будут конечно, Рады. Да. Очень рады за Александра, но еще 12 секунд. А уже молдовский спортсмен и не пытается даже Ну, просто да. Ну, что тут обозначает. Там,
И все. Вот, хороший перевод. Еще 2 балла. Встретил, хорошо встретил. И время. Ну тут да, это уверенная и очень красивая победа Александра Иванова, с чем мы его поздравляем. 10-1, таков итог данной финальной схватки. И Александр Иванов становится триумфатором весовой категории до 61 килограмма. Дорогие друзья, поздравляем Александра, поздравляем тренерский штаб сборной команды Республики Саха-Якутия. Ну и молдавских спортсменов надо поздравить. Да, кстати. Серебро — это тоже большой вклад выйти в финал такого турнира престижного. Дорогого стоит. Ну как все-таки здорово, да, действовал Александр. Стас Захаров, старший тренер молодежной сборной Республики Саха-Якутия, весь переживает, борется за все. Будто сам на ковре, да? Да. Я хочу сказать, тренерские кадры, тренера вообще намного больше страдают и теряют, и переживают, чем спортсмены. Спортсмен вышел, отборолся и все. А тренер, каждое действие у него остается в голове, потом он его рассказывает, учит и избавляет от этих ошибок, которые они происходят. Поэтому у них очень много эмоций, очень много таких же борцовских движений. Как будто сам на ковре борется. Ну, это специфика, да, работы тренера. Ну что ж, и вот то, о чем анонсировали, да, мы якутский бронзовый финал весовой категории до 65 килограмм. У нас в красном трико Владимир Баяновский и в синем трико Вальтер Владимиров. Владимиров — это у нас из Республики Саха-Якутия, а Баяновский. Да, тоже. Тоже? 2 представителя Якутии. Ну вот еще одна, уже минимум, Да. бронзовая медаль будет в составе команды сборной Якутии. 2 балла забирает Баяновский. Ну и что, еще накат. Еще 2 балла. 4-0 повел в дебюте встречи Баяновский. Ну что, у нас пока вот 2 золота и 1 бронза. Ну и вот, и 2 бронзы. Получается. Будет 2, будет Да. уже минимум 2, да. Ну и также хочу, уважаемые зрители, представить судейскую бригаду, которая обслуживает данный матч. Это Владимир Секлецов, город Кемерово, судья всероссийской международной категории, руководитель ковра, арбитр на ковре Петр Чешкин, город Тында, судья всероссийской и международной категории. Обслуживают данную схватку боковой Руслан Мухамединов, город Благовещенск, судья всероссийской международной категории. Ну, дорогие друзья, у нас трансляция идет по телеканалам НВК Саха, Мамонт, также и в YouTube у нас идет сигнал. И если у вас нет возможности вот перед компьютером, перед телевизором, да, смотреть наш турнир, то вы можете воспользоваться приложением НВК Саха, где вот доступны все телеканалы. НВК Саха, Мамонт и Якутия 24. Ну что ж, у нас 4 балла вот взял Баяновский, и пока изменений в счете нету. В самом начале вот. Ну, это хорошо в самом начале взять 4 балла, это сделать себе задел на будущее. И уже исходя из от этого счета, да, Да, вот, уже дальше работать. Уже можно тактически строить схватку. Либо удерживать, либо отстаивать, либо где-то сконтрить, еще уйти вперед. Ну, то есть это гораздо надежнее и удобнее спортсмену в красном трико. Что, меньше 30 секунд до конца первой трехминутки, и Владимиров пока не может, да, найти вот ключ. Ключи не может подобрать, да, к Баяновскому. Ну, впереди еще целый период. Но пока Баяновский, конечно, очень уверенно смотрится. Вот в самом дебюте Взял 4 балла, да, и уже, спокойно сейчас да, работает. не отступает, держит центр ковра. И как бы пассив не дашь здесь. А для того, чтобы пассив дать, надо активно действовать, надо зарабатывать баллы Владимирову. Очень спокойно выглядит Баяновский, как мы видим. Я думаю, что
Оба спортсмена из Республики Саха-Якутия, поэтому они, видимо, хорошо знают друг друга в одном весовой категории. И, скорее всего, что у них и схватки на учебно-тренировочных занятиях проходят, и они друг друга хорошо изучили. Если говорить о этой весовой категории, то тут у нас 16 спортсменов начали, да, спаривать медали. С четвертьфинала начали. Кому они проиграли? Ну, вот эту данную весовую категорию мы не полностью смотрели, мы в этот момент, да, другие схватки смотрели. С четвертьфинала начали, получается, третья схватка для обоих спортсменов. Так, еще 2 балла. Что дальше будет работать, на карте идет. Еще 2 балла. 8. Может срочно закончить. Ну, сейчас Владимиров будет. 2 балла. Да, забирает свои 2 балла. И Баяновский тоже 2 балла. 10-2 должно быть. Правильно. И тут, Остается 2 балла. да, до победы, до срочной победы. И Ну вот, все. вот эти 2 балла. 12-2. Побеждает. Да, 12-2. Победа Баяновского. И бронзовая медаль остается в Республике Саха-Якутия. Ну, в данном случае она И так было. гарантированно оставалась в республике. Владимир Баяновский становится бронзовым призером нашего турнира весовой категории до 65 килограмм. Ну, а Вальтер Владимиров, к его сожалению, он остается за бортом пьедестала почета. Что, с бронзой? Пока он, конечно, ее не получил, но с чувством выполненного долга Владимир Баяновский идет готовиться к церемонии награждения, который, как мы уже говорили, пройдет в нетрадиционном таком формате. Да. Приспосабливается, да, спорт вот. Да, в таких условиях. Вынужденно приспосабливается. И вот раньше, например, награждение идет, вот вышел, да, например, ну, допустим, Тахир Гуламов вышел, да, вот вручает награду. Вручил медаль, руку Повешал пожал, это. да. Но это контакт, а сейчас, конечно, при нынешних условиях минимализируются, конечно, все контакты, и спортсмены у нас, победители и призеры будут сами брать медаль. Я думаю, будет какой-то стол поставлен, да, с медалями, и будет по одному приглашаться. Вышел, взял свою медаль. Самое главное, что спортсмены, они тоже помнят, что кто их награждал, и это их остается в памяти, и они гордятся этим. А сейчас будут сами Они себе лишены, да, вот этого права, да. такой, может быть, ну, казалось бы, мелочи, но, конечно, это на самом деле это приятно и важно для спортсменов. Например, от рук Павла Павловича получи медаль, Да. это, конечно, всю жизнь уже запомнишь. Совершенно верно. Павел Павлович или Айсен Николаев. Ну, Да, любой, да, любой. ну, тут- Главный судья, это же история уже потом и детям будет показывать, рассказывать, что мне такой-то. А здесь сам себя наградил, стимул. Нету такого вот приятного дополнения, да, которое вот останется на всю жизнь, действительно. Да, пока лишили нас Ну, этого. это да, пока так. Да, по крайней мере, на этих соревнованиях, да, вот, кстати. Вот и Павел Павлович. Да, видим. Да. Ну, кстати, вот мы вчера вот говорили, то, что вспоминали, да, вот то, что проходили соревнования по волейболу, вот там, например, вот тоже вот, ну, спартакиада. Спартакиада студентов. Молодежи России, вот волейбол у нас на прошлой неделе проходил, там такое же награждение было, были поставлены столы, спортсмены, вот вызывалась команда, они, получается, сами брали медали, но там номинально все-таки объявлялось, вот награждение проводит, выходит человек, но никому руку не жмет, просто рядом стоит, вот номинально просто. Может быть, тут, Может быть, здесь тоже да, так же может быть, сделать. тоже такая практика будет использована, посмотрим. Да. Это от организаторов сейчас зависит, как они Да, решат. как решили. Да. Ну что ж, у нас Финально. это ну, второй полуфинал, полуфинал, Нет. говорю, бронзовый. Финал. Сразу финал сейчас. Объявили, да, финал. А вот интересно, а что у нас... Там, видимо, кто-то травму получил. ну, врачом, да, был снят? Да. Ну да, это у нас Данил
Харчалава вот Красный трико. узнал. Вчера вот Харчалава очень здорово боролся. Ну, может то же самое сказать и про Сабира Джафарова. Действительно, вчера они здорово отборолись. И очень интересный финал сейчас нас с вами ждет, дорогие друзья. Так, ну, не объявили же, да, вот кто у нас там. Ну, как у нас информация будет, дорогие друзья, вот по второму бронзовому финалу мы, конечно, сразу озвучим. Там у нас Игорь Упхоев должен был бороться с Саяном Жикзымаевым. Кстати, два бурята. Харчалава из Бурятии? Нет, вот я про вторую бронзовую пару. Вот мы видели якутский бронзовый финал, да, могли увидеть бурятский бронзовый финал, но... Также, может быть, кто-то травму получил, может быть, Да? кто-то снялся из-за травмы. Но в любом случае бронзовая медаль летит в Бурятию. Это мы выявили. Ну а сейчас, конечно, золото разыгрывается, дорогие друзья. В весовой категории до 65 килограмм. Да, и схватку у нас обслуживает судейская бригада в составе руководитель ковра Владимир Секлецов, город Кемерово, судья всероссийской международной категории, арбитр на ковре Валерий Гульчеев, Республика Северная Осетия, Алания. Кстати, он работал, недавно ушел, был министром спорта, заместителем министра спорта Республики Северная Осетия, Алания. Сейчас, так же, кстати, как и я, когда-то тоже был министром спорта, но сейчас на пенсии и комментирую соревнования. А вообще российские соревнования могу судить на ковре, могу боковым, могу руководителем. А по международные уже правила обязывают свыше 60 лет не имеем права судить. Это недавно буквально стало. Ввели Такие интересные моменты. Да. Но в спорте действительно спортсмен, он должен быть многогранным. Всесторонний, да, многогранный, да, это правильно. Вот вчера в своей речи вот Роман Романович тоже отмечал же это, то, что спортсмен он должен Всесторонний, да, все правильно. Не только вот спортом заниматься, интересоваться спортом, но и в других сферах тоже проявлять себя, развиваться всесторонне. Конечно, потому что спортсмен, будем так говорить, в нашем виде на борьбе не заработаешь. Это футбол, хоккей, теннис, там можно. А здесь нужно в любом случае, когда ты заканчиваешь соревнования, либо ты уходишь на тренерскую работу, либо должен какую-то профессию получить, выучиться. И вот 2 балла Харчалава забирает. Для того, чтобы дальше кормить семью и растить детей, учить детей. Поэтому обязательно должна быть какая-то профессия приобретена. Вот именно для этого надо вот... Для этого надо быть всесторонне развитым и познавать мир во всех его плоскостях. 3-0 с таким счетом у нас завершается первый период в пользу Харчалавы. Калининград. Да, Данил Харчалава нас представляет Калининград, но Сабир Джафаров нас представляет Азербайджан. У нас 4 зарубежные страны представлены на этих соревнованиях. Ни в какой, конечно, не идет по сравнению с прошлыми розыгрышами турнира. Совершенно верно. Все же география Неплохая. да, не ограничена вот одними регионами России. Это все-таки международный турнир. Пусть и 4, но у нас зарубежные страны, они, конечно, представлены на этих соревнованиях. Ну и видим, да, вот то, что мы говорили о том, что вот у нас будет такое несколько нетрадиционное награждение. И видим то, что на судьях вот появились такие пластмассовые визоры. Да, это в целях безопасности спортсменов и судей также. Да? И все представители, которые секундируют, они все также сидят в масках для безопасности.
масочный режим действует на спортивном объекте. Ну и судья, конечно, я думаю, вы уже давно заметили то, что при объявлении победителя не касается спортсмена. Да, просто поднимает руку с красным цветом, либо с синим. Да. Это означает, что он показывает, кто является победителем, вышел победителем. Ну, то есть судья со спортсменом вот вообще не контактирует. Да. Ну что, Харчалава идет за своими... Еще очередными Да. двумя баллами. И берет эти 2 балла, ну и дальше тут, как и в предыдущем случае, да, не получилось тут дальше работать, но тем не менее 5-0. 5-0. Это хороший счет. И его можно отыграть только броском с большой амплитудой. А, как правило, высококлассные спортсмены, они не позволяют себе бросать на 5 Позволить, баллов. да, улететь на 5 баллов. Тем более в финале. Мы видели 4-бальные броски, но это уже друг друга просто в завязке. Спортсмены, кто-то кого-то опередил просто и бросил на 4 балла. Пока не получается у Джафарова. У Джафарова ничего не получается, правильно. Харчалава. Ага, хочет дальнее бедро сделать. Борис там, Борис, Даня, Борис! Нет пока у нас баллов. Вот опять обманул. Харчалава вышел, вырвал ногу и не дал забрать 2 балла. Джафаров пытался бросить, не получилось. Наименьше 40 секунд остается, но тут, да, действительно. Какова вероятность проведения, да, вот, 5-бального броска? Маловероятно, да. Тем более мы видим, как двигается Харчалава, как он Грамотно, да. обороняется. Ну что ж, меньше 30 секунд. У нас, напомним, на кону Золото. Да, золото в своей категории до 65 килограмм. И до победы Харчалава остается меньше 10 секунд. Последние секунды и все, схватка завершается. Данил Харчалава, представитель Калининградской области, Калининграда, становится чемпионом, триумфатором весовой категории до 65 килограмм, дорогие друзья. Ну и, соответственно, Сабир Джафаров, он серебряный призер этой весовой категории. Он везет в Азербайджан серебряную медаль и призовой фонд. Да. Ну и смотрим самые яркие моменты этой схватки в замедленном действии. Ну, действительно, Данил Харчалава был точнее, решительнее. Борьба за 3-е место. Ну, собственно, заработал свои баллы и не дал, да, вот сопернику Не дал. вообще ничего сделать. За каждый балл брал. In weight category 70 kilos are requested Zhelitezhov Ahmed and Tapshinov Konstantin, Russia. И сейчас мы переходим к весовой категории до 70 килограмм, дорогие друзья. Бронзовый финал, малый финал, в рамках которого у нас встречаются Ахмед Желетежиев, представитель Санкт-Петербурга, и Константин Тапшиноев. Для информации, Константин Тапшиноев также является бронзовым призером первенства России среди молодежи 2021 года в городе Иркутске. Ну и именно эти спортсмены сейчас, по истечению, кто-то из них по истечению вот этих 6 минут станет бронзовым призером. Желетежев, кстати, тоже боролся на первенстве России, но в тройку он не попал. И интересно, сейчас схватка будет.
Бронзовый призер сможет выиграть у Желетежева? Или Желетежев выиграет у бронзового призера? Кто повторит бронзовый успех, да? Да. Вот первое замечание пока Топшиноева. В этом весе, кстати, Ниргун Андреев будет оспаривать бронзовую медаль. Следующую бронзовую медаль. Да, вот в следующей паре. А вот красному замечанию уже Желетежеву. Ну и в скором будущем последует замечание. Второе замечание, и будет дано 30 секунд на исправление ситуации, на приобретение баллов. Вот синему дали. Да, Кстати, 30 секунд. Топшиноеву. Желетежев На зоне аккуратно! Заваливайся, не спеши! Не спеши! Не спеши! ничего не будет. Россия, Санкт-Петербург, Кабардино-Балкария. Ахмеду 18 лет, кандидат Четко, руки просто не тяни! в борьбе 7 лет. Тренируется под руководством Александра Так, ну сейчас и представляет Желетежеву будет балл училище Олимпийского резерва. дан. Да, так и есть балл. Дали, работай! Соперник Ему Снимайте руки! 29-летний Константин ну, и меньше минуты остается Топшиноев. до конца первого периода. Хорошо, молодец! Еще, голову надо под себя забирать! Константин, бронзовый Вот призер то, что я говорил, первенство России. Вот так! А, среди Не выпрямляйся юниоров и молодежи. Четко! Встань! Кстати, я не представил судейскую бригаду. Руководитель ковра у нас Ришат Гасанов, Ставропольский край, судья всероссийской и международной категории. Молодец, дальше! Арбитр на ковре Валерий Гульчеев, Республика Северная Осетия, Алания. Также судья всероссийской международной категории. Не стой, не Локового давай! опять не вижу. ну вот в предыдущем эпизоде, да, вот Желетежев мог, Снимай руку! Мог перевести на 2 балла. да, но решил обойтись одним баллом. Чтобы уж наверняка, да, просто вытолкнул соперника за пределы Да. ковра и свой балл забрал. 2-0. Такой 2-0. Он, наверное, подумал, что не успеет перевести на 2 балла и может вообще без оценки остаться, если переводить. Поэтому он наверняка сделал движение на перевод, как бы, и за ковер спортсмен вышел. Это 1 балл. Бронзовый призер проигрывает пока первенство России по молодежи. Ну, посмотрим, что он сделает во втором периоде. Итак, стартует вторая трехминутка. Смотрим. Смотрим. Ну, опять активнее Желетежев. Ну, после этой схватки мы увидим, как Ниргун Андреев будет оспаривать бронзовую медаль с Арзабегом Тахтамамбетовым из Киргизии. Что касается решающей схватки, главной схватки этой весовой категории, то в финале встретятся Арсен Балаян и Джабраил Гаджиев. Представитель Калининграда Балаян и Гаджиев из Азербайджана. Инициативу не отдавай! Хорошо, до конца! Все-таки активнее Желетежев. Делает проход в ногу. Если посадит, еще 2 балла возьмет. Ну тут времени вагоны. Да, здесь еще Встань! Вот молодец! Встань, на него иди! Иди! Встань! вот, ты посмотри.
Тапшиноев даже вытолкнуть не смог. Сам смотри. Своя инициатива. Четко работай только. Не распыляйся. Не останавливается Желетежев, пытается. Хотя ведет 3-0. Да, видимо, вот борец вот именно нацелен, да, постоянно на Да, атакующие действия. А когда у нас в первом периоде Тапшиной вот 30 секунд дали, Желетежев все время работал вот Да. все эти 30 секунд. Вот и сейчас опять. Да. Заряженный такой. Молодой человек. Вот, контролирует себя. Желетежев. До конца. Что? Не спеши. Так, Вытащи голову. Ничего здесь нету. Стай да, на него, баллов иди. нету. На него жестче. Вот сейчас балл. Балл красный. И остается меньше минуты. Только четко. По одному баллу собирает. Да. Не распыляйся. Но не останавливается. Да, и Как только остановишься, расслабишься, недооценишь, все, и начинаешь проигрывать, и буквально на последних секундах можешь проиграть. А он всю схватку сконцентрирован, При себе, всю схватку Не надо давать голову. пытается сам атаковать. Двигайся легче. Вперед, назад. Не надо никуда лезть. Развернись. Развернись. И вот А, обманул. тут, да, 2 балла берет Еще Тапшиноев. 2 балла и может... Оу! Ух ты! Да. Нет. Не распыляйся. Если бы накатил, Да, уже накат бы не его- пошел. Никуда не лезь. Будь двигаться. Кардинально могла измениться. Да, ситуация. Так, что-то с рукой, видимо, у Тапшиноева. Подыши, хорошо, Ну, хорошо. Крови нет. Арбитр может не дать, чтобы подошел врач. Вот что и происходит. Встречай спокойно, двигайся. Вот, двигайся, не надо никуда лезть, руки при себе. При себе, не лезь никуда. При себе руки не лезь, перемещайся. Вот как раз, 10 секунд, не надо это. Так, идет вперед Тапшиноев. Ну, это 1 балл Да, только 1 балл берет. 6 секунд в его активе. Спокойно встречай. остается, да. Не лезь. 4 и будет работать. Так. Не успел. А там 2 балла было. 2 балла. Ну там один. А 1 дают за уход. Да. Выиграл Тапшиноев, кстати. Даже если 1 балл. При счете 4-4 Ну, он кстати, да. по техническому действию. И сразу вот челлендж со стороны А зачем? Желетежева. Там 2 балла. Если просмотр сделает, Ну, будет там 2 2 балла. Да. Потому что касание было коленами. Сейчас, наверное, выведут на экран, скорее всего. Ну, и в итоге 2 балла будет. А, ну да, вот выводят на экран. Ну что, сейчас вместе с судьями давайте разбираться. Да. Вот уже касание, все. Уже здесь 2 балла. Вот. Вот они, 2 балла. Но если 2 балла даже не дадут, то за уход 1 балл в любом случае. Могут обосновать только, что фиксации не было, страховки. Да нет, здесь 2 балла. Мое мнение 2 балла, я бы так оценил. Время там секунда еще оставалось. 2 балла. Вот еще дают балл. Сейчас. Вот синий выиграл. Бронзовый призер первенства России среди молодежи одерживает победу и становится бронзовым призером международного турнира Роман Николаевич Дмитриев. Да, интересно у нас, конечно, развязка получилась. Концовка, да? Да. Константин Тапшиноев. Вот что значит. Верить в свои силы, работать до конца. Ну и интересные моменты. А разодет от командира.
Ну что, посмотрели судьи, да, вот, оценили последние действия. И сейчас у нас начнется вот вторая бронзовая схватка в этой весовой категории, в рамках которой мы увидим Нашего земляка? да, Андреев Ниргон сейчас будет оспаривать награду бронзового отлива. Его соперником будет Аразабек Токтамамбетов из Киргизии. Спортсмены, да, уже вышли к центру ковра. И сейчас начинается эта схватка. Ниргон Андреев в красном трико и Аразабек Токтамамбетов из Киргизии в синем трико. Ну, я напомню, что в активе якутян, да, вот смотрим мы финалы, и у нас 2 бронзовые медали в настоящий момент и 2 золота. У нас Харысхал Григорьев стал триумфатором веса до 57. Александр Иванов выиграл в весе до 61 килограмма. Ну и бронзовыми у нас призерами является Владимир Баяновский. Замечание борцов. Олег Фомин. Ну и вот сейчас. Токмамбетову дают замечание первое. Да, Ниргон Андреев попытается, конечно, 3-ю бронзу в копилку команды принести. Так, а нашу схватку обслужит судейская бригада в следующем составе. Руководитель ковра Владимир Секлецов, город Кемь. Он секундирует вот Андрееву брат его, да, Ларион, и Егор Пономарев, чемпион России. 2016 года. Очень внимательно наблюдают за ходом встречи. А я продолжу представлять судей. Арбитр на ковре Албек Базаров, судья международной категории, Забайкальский край. 2 балла. Так, 2 балла еще Ниргон берет. Ну что, преимущество в 3 балла теперь у Ниргона. Перед перерывом увеличил отрыв. Неплохой спортсмен Андреев. Вот чисто визуально, да, видим, что он более взбитый. Да. Крепче намного выглядит своего соперника. Токтамамбетов, у него преимущество в росте, как вы видите. Да, он выше. Ну что, Андреев у нас ведет и завершается первый период. Со счетом 3-0 в пользу Андреева. Ну и Ларион с Егором сейчас. И брат. Его соперник в синем трико представитель команды Кыргызстана Аразабек. Ну что, получили наставление оба спортсмена, и сейчас у нас начнется вторая 3-минутка, по итогам которой будет выявлен бронзовый призер весовой категории до 70 килограмм. Сразу после этого мы приступим к просмотру финала данной весовой категории. В рамках решающей схватки у нас на ковер выйдут Арсен Балаян из Калининграда и Джабраиль Гаджиев из Азербайджана.
Начался второй период. Стоять сюда. Спортсмен из Кыргызстана пытается активизироваться, но действий пока технических никаких нет. Да, идет вперед. Тактамамбетов всячески пытается. Так, ну тут Добавил синему. балл берет. Первым заступил за ковер борец в красном трико, и спортсменам в синем трико дается 1 балл. Счет сокращается 1-3. Вернее, 3-1. Ожидаемо, да, вот решительнее действует Тактамамбетов во втором периоде. Конечно, счет его обязывает. Ну да. Всячески пытается. И Вот, Андреев немножко остановился, но удержание счета начал работать. Это обычно приводит. такой ли счет, да, вот, который стоит выдерживать с самого начала второго периода. Нет, это опасный счет, его нельзя удержать. Здесь надо работать все равно. Вот, сейчас 30 секунд будет. Они... Это первое замечание, поэтому нет 30 секунд. Уверен, сейчас очень много якутских болельщиков переживают за Нюргуна и отдает 2 балла. Счет становится равный, но уже в пользу борца в синем трико. Ну и сейчас накат идет. 2 Тактамамбетов, да, еще 2 балла забирает. Остановился Андреев, остановился во втором периоде. Если первый период он уверенно работал, то ли устал, то ли вчера хорошо нагрузился, но остановился. А это приводит, то, что я говорил, к печальному результату может привести. Ну, вот сейчас надо включаться. Да, еще минута целая, за минуту можно все отыграть. Так, ну тут судья. Ну, замечание по поводу, вот, видимо, движением головы, да? Да. Грубой борьбы. Что, меньше минуты? Меньше минуты, и Андреев вот головой пихаются, как бычки. Нужно делать проход. 2 балла нужно обязательно, если хочет выиграть. Нюргун вот бросил взгляд в сторону телевизора с таймером. Да, он посмотрел счет. Вот. Ну что, и будет предпринята, как я понимаю, 1 попытка. Да, я думаю, что да, будет принята попытка. Да, и ну что, меньше 20 секунд уже остается. И посмотрим, что вот все это время готовил Нюргун. А тут да. 10 секунд осталось. В принципе, спортсмен уходил, можно было давать баллы предупреждения, но судья посчитал, что балла не было. Да, загрузили ребята, тренеры. Попытается сейчас, конечно, что-либо сделать. Вот 5 секунд. Заходи ему. Заходи, бросок надо кричат делать. секунданты. Ну, балл сейчас даст, но нет, не дает. Завершается данная схватка, и, к сожалению, Нюргуна и, к сожалению, якутских любителей спорта, у нас Нюргун терпит поражение. И у нас Аразабек Тактамамбетов в скором времени взойдет на 3-ю ступень пьедестала почета. Бронзовая медаль уезжает в Киргизию. А Кыргызстан. Борьба за первое место весовой категории до 70 килограмм. Но в первом периоде, да, вот совсем иначе. Вообще хорошо работал, молодец. Активный был, все. Начал удерживать и все. Во втором периоде как будто подменили Андреева. Вот он довернет сейчас 2 балла.
Ну что ж, и нам остается определить чемпиона этой весовой категории. Спортсмены готовы выйти к центру ковра. На ваших телеэкранах Арсен Балаян, представитель Калининграда, и его соперник Джабраил Гаджиев из Азербайджана. Борьба за золотую медаль. Ну что ж, дается свисток, и начинается у нас выявление чемпиона этой весовой категории. Арсен Балаян в полуфинале выиграл у Константина Топшиноева, да. А ранее он стал сильнее Ахмеда Желетежева, которого мы сегодня также видели. А Джабраил Гаджиев выиграл у Арзабека Тахтамамбетова в полуфинале, а в четвертьфинале он оказался сильнее Руслана Абиева. А Джабраил Гаджиев еще начал с квалификации, кстати. Да. Когда он выиграл у Нергона как раз-таки Андреева. И получается у него четвертая. Четвертая схватка. Да. Так, а схватку нашу обслужит судейская бригада Валерий Гульчеев, Северная Осетия и Алания, Владикавказ, руководитель ковра, судья всероссийской категории международной, арбитр на ковре Владимир Секлецов, город Кемерово, также судья всероссийской международной категории, и боковой судья Петр Чешкин, город Тында, судья всероссийской и международной категории. Обслуживает финальную схватку весовой категории до 70 килограмм Балаян Гаджиев. Но после этой весовой категории у нас остается две весовые категории. Это до 79 и до 97 килограмм. И очень интересно, так, смотрим тут. Бал. Гаджиев. Да. Два будет уже балла. Ну, представители Якутии уже, конечно, Нергон Андреев был последним, вот имеется в виду вот этих Не финалов. увидим больше, да? Да, у якутян больше вот в последующих весовых категориях не будет. Вот 79 мы там увидим две схватки. Вот интересно, один бронзовый финал там. Видимо, врачом снят или что, но тут еще один балл. Тем временем Гаджиев записывает на свой счет. Ну, интересная ситуация у нас в весе до 97 килограмм. Там у нас сразу финал. Два спортсмена заявлены на эту весовую Весовая категория да? 97 килограмм, олимпийская категория у нас. Там наш русский танк Сажидов, лидер. Но он по взрослым, а это у нас молодежь борется. Ну, первый период остается за Гаджиевым. Как-то академично, да? Спокойненько. Спокойно, по баллу. Да? Работает Гаджиев. Все, конец первого периода. Не успел. 3-0 ведет у нас Джабраил Гаджиев, представитель Азербайджана. Ну, конечно, предпочтительнее он смотрится. Посмотрим, что предложит ему во втором периоде Арсен Балаян. Предпочтительнее и поувереннее он смотрится. И такое впечатление, что он помощнее даже. Хотя Балаян как бы крупно не проигрывает, а все действия были у Гаджиева по 1 баллу. Вот он ногу взял. Не вышел Балаян за пределы ковра. И действия без оценки.
врачу. Да, требуется вмешательство врача. Что там у Балаяна? Кровь. Кровотечение, да. Нос повредил ему. Вот я напоминаю для зрителей, что когда кровотечение, спортсмену могут оказывать помощь медики до 4 минут. Если больше 4 минут, спортсмену засчитается поражение. Но у него сегодня он секунд 20-30, наверное, пробыл только. У него еще есть 3,5 минуты на то, чтобы ему могли оказывать помощь медицинскую. Ух ты. 2 балла. Балаян, да, сокращает отставание. Казалось бы, Гаджиев вот, да, идет вперед. Да. Балаян. Сконтрил, до конца боролся и взял 2 балла Балаян. И атакует еще. Пытается атаковать. Вошел во вкус. Если вот Гаджиев по баллу, да, набирал, то он сразу 2 балла да. взял. Ему нужен еще 1 балл для того, чтобы преимущество было на его стороне. Также смотрит на время Балаян. Есть ли у него время еще отыграть? Есть. Еще прилично времени. Что, 1,5 минуты? Ух, сейчас Джабраил будет работать. Берет 2 балла. И накат. Нет, Не получился. Но 2 балла взял. Счет опять стал разрыв 3 балла. Ноги, я тебе говорю, ноги не пропускай. Смотри, 10 раз уже ноги пропускают. Не надо давать! Ну и вперед вот сразу пошел Балаян. Давай. Хотел сделать Пойдет перевод свое. Паркер захватом за руку. Не получилось. Добрый, есть время, спокойно, нормально. Последние минуты схватки. Пошла последняя минута. Счет не меняется. Балаян пытается на краю ковра атаковать. Гаджиев разворачивается в центр. Атака не получается. Так, ну тает время. Время катастрофически тает, но, видимо, Балаян уже согласился с тем, что он проиграл. Он бросил взгляд в сторону таймера И что-то вот, пытается сделать. И смотрим. Ну, тут... балл взял. Да, балл взял. 6 секунд. 6 секунд, можно еще 2 балла забрать? Нет, не успеет. Идет вперед, но, конечно, да. Все, завершается данная схватка. И Джабраил Гаджиев, дорогие друзья, становится победителем в этом весе. Чемпион весовой категории до 70 килограмм. Перед вами, дорогие друзья, Джабраил Гаджиев, представитель Азербайджана. Молодец, золотая медаль уезжает в Азербайджан. На ковре А борьба за третье место весовой категории до 70 Ну и смотрим, килограммов. как у нас проходила данная схватка. Вот по 1 баллу, да, начинал набирать Джабраил. Затем, вот как раз... Да, вот сейчас... А, нет, это не другой два эпизод, балла да? где. Артур Илбаскин, Кирилл Эрхитуев. На ковер А приглашаются Артур Илбаскин, Кирилл Эрхитуев. Представители команды России, Республики Бурятия. Этот Это захват не сорвался. On mat A, in weight category 79 kilos. A requester, Ilbaskin. Ну что ж, выявили мы всех призеров и победителей, да, весовой категории до 70 килограмм. И сейчас
мы приступим к просмотру весовой категории до 79. Да, Артур Елбаскин, представитель Бурятии, его сокомандник Эрхитуев Кирилл. Бурятский бронзовый финал мы все-таки увидели. Посмотрим. Ранее у нас вот в каком весе-то должен был состояться бурятский полуфинал? В весе до 65. Там, ввиду обстоятельств, которые нам неизвестны, один из спортсменов, видимо, травму получил, не смог выйти. И бурятский бронзовый финал мы не посмотрели, но вот сейчас зато этот пробел будет восполнен в весовой категории до 79. Но тут, кстати, в этом весе тоже у нас один бронзовый финал будет. Вот сразу после этой схватки мы будем смотреть финал. А это потому, что участников 6 человек. Когда 6 человек, круговая система, по 3 человека в подгруппе, и победители подгруппы встречаются со вторым местом из другой подгруппы крест-накрест, потом выявляют чемпиона, и получается поэтому 1/3 место. Ну и в финале у нас сойдутся Али Шакриев из Ингушетии и Мухаммад Абдуллаев из Киргизии. Вот, кстати, нет якутских спортсменов, и схватку у нас обслуживает Ришат Гасанов, Ставропольский край, судья всероссийской категории, Александр Кузьмин, Республика Саха-Якутия, Якутск, Чурапча. И боковой. Боковой не вижу. Если увижу, потом подскажу. Саша Кузьмин, также всероссийская категория. Хороший судья. Тем временем укрепляет свое преимущество Елбаскин, 2 балла. Вот, забрал. В этом эпизоде счет становится 4-0 в его пользу. Своего земляка выигрывает со счетом 4-0. Да, бурятское противостояние в малом финале весовой категории до 79 килограмм. Потихонечку наши соревнования подходят к логическому завершению. Но еще нужно, кроме этой схватки, 2 финальные схватки будем смотреть. И потом будут объявлены победители и призеры в весовых категориях, где была круговая система. То есть они отборолись сегодня в утренней программе по круговой системе, и секретарь определяет места, дадут нам результаты, и Власев объявит их для телезрителей. Да, конечно, мы вот те весовые категории тоже, конечно, подведем их итоги. Но у нас, что касается итогов этого периода, да, 4-0 впереди Елбаскин. Ну тут понятно, конечно, друг друга прекрасно знают спортсмены. Тут тоже спортсмены с одного региона, поэтому они хорошо знают друг друга. И взяв 4 балла, я думаю, что Елбаскин не будет опережать события. А может быть, все может быть. А может быть и выиграть чисто технически. Скорее всего, что не будет обижать земляка и выиграет по баллам. Итак, дается свисток, и вторая трехминутка у нас стартует. Два бурята у нас продолжают оспаривать бронзу в данной весовой категории. И пока вот к цели, да, ближе Елбаскин. И смотрим, он продолжает работать активнее. Балл еще забирает. Свое преимущество доводит до 5 баллов.
Да, потихонечку наращивает. Кстати, у Илбаскина папа боролся, также замечательно боролся. Он в сборной Советского Союза был, хорошо боролся. И сейчас сын борется за 3-е место на 8-м международном турнире памяти Романа Михайловича Дмитриева. Это тоже достойный результат. Если он станет бронзовым призером, продолжение действий отца, по стопам отца пошел. Борцовская династия получается. Да, получается борцовская династия. Так, тут ничего нет. Нет, здесь без оценки. Но он так-то высокий, он еще наберет массу. Отец тоже боролся в 90 килограмм, 90, 100, а он уже 79. 18 лет, это еще наберет массу и, наверное, тоже будет бороться где-то 97 или 86. Сейчас категории поменялись, поэтому раньше было 90, 100, 125, то сейчас другие категории. И вообще UBB, Международная федерация, сделала так, что раньше одинаковые были весовые категории, что в греко-римской борьбе, что в вольной борьбе, то на сегодняшний день разбили так, чтобы была разница 3-4 килограмма и не совпадали веса греко-римской и вольной борьбы. Вот с чем связано? Ну, это, видимо, спортсмены у нас бывает практически один вид спорта, только в греко-римской борьбе за ноги нельзя, подсечки нельзя. Все действия делаются только выше пояса, плечевого, тазобедренного пояса. Чтобы там и там тогда не выступали? Чтобы спортсмены не выступали из греко-римской вольной, а вольной греко-римской, чтобы были разные. Будьте добры, определитесь, да? Да. И выступайте только в одном виде. Что якобы это, хотя одна федерация, якобы это разные виды, хотя федерация объединенная. Женская, вольная, греко-римская борьба. Ну что ж, а у нас Илбаскин, вот, ну как вы и сказали, да, Анатолий Алексеевич действительно вот, по баллам выиграл, хотя у него, по всей видимости, была, да, вот возможность просто вот, одержать досрочную победу. Ну, спокойненько, вот, наращивал, и с счетом 9-0 в шаге, вот, Да, чисто технической. да, победы, вот, одержал вот такую вот победу. 9-0. Что ж, поздравляем мы. И завоевал бронзовую медаль. Борьба за первое Да. место весовой категории до 75 порадует родителей. килограммов. Приглашается Али Шахриев. Артур Илбаскин таким образом становится бронзовым призером весовой категории до 79 килограмм. Ну что ж, и нам остается определить двух чемпионов вот в этой весовой категории и весе до 97 килограмм. На этом у нас программа финалов, собственно, завершается. 2 схватки за золото, и сейчас мы в первую очередь посмотрим встречу между Али Шакриевым и Мухаммадом Абдуллаевым. Ну, а пока мы смотрим, как вот Илбаскин Планомерно да, выиграл. планомерно, спокойненько так набирал свои баллы и, собственно, завоевал право зайти на 3-ю ступень пьедестала почета этих соревнований. Ну что ж, и у нас перед вами в красном трико Али Шакриев, представитель Ингушетии, и его соперник Мухаммад Абдуллаев из Кыргызстана. Начинается схватка. На кону золото категории до 79 килограмм. Борьбу за первое место ведут в красном Мы напомним, что помимо медалей, да, вот, Россия. спортсмены получат и призовые. 70 тысяч чемпион, 50 тысяч серебряный призер и обладатель бронзовой награды 40 тысяч. Тренер, который подготовил победителя, также получит 40 тысяч рублей. Такое приятное дополнение
А финальную схватку у нас обслуживает судейская бригада в составе руководитель ковра Гасан Исрапилов, Дагестан, всероссийская международная категория. Арбитр на ковре Дмитрий Балдаев, Улан-Удэ, также всероссийская и международная категория. Бокового опять не вижу. Осталось у нас провести 2 финала. И праздник борьбы закончится. Плохо, что без зрителей, конечно. Но такова ситуация не только у нас в России, во всем мире. Поэтому перетерпим, переждем. Будем надеяться, что в скором будущем все это закончится. Победим пандемию и будем наслаждаться полноправной борьбой. Ну и многое, конечно, от нас самих тоже зависит. Призываем вас, дорогие любители спорта, дорогие телезрители, соблюдайте все меры предосторожности, то есть соблюдайте масочный режим. Да, нас везде предупреждает Роспотребнадзор, что нужно соблюдать масочный режим. Да, как можно чаще обрабатывайте руки дезинфицирующими средствами. При возможности Одевать перчатки. Да, перчатки, да, это, наверное, самый, да, такой вариант. Ну и избегайте, отказывайтесь от каких-то массовых таких мероприятий. Только общими усилиями мы как можно скорее, преодолеем этот период времени, омраченный пандемией. Да. Ну что ж, а у нас минимальное преимущество в 1 балл у Абдуллаева. И 30 секунд до конца первой 3-минутки. Так, ну и уже к награждению, да, готовят? Да, уже диктор объявил, что готовится весовой категории к награждению. Шакриев пока ничего не может сделать, уперся головой. Абдуллаев взял балл в виде пассивности. Что, последние 5 секунд. Так, успеет ли тут кто-нибудь забрать балл? На коленях балла нет. 1 секунда. Пошли на перерыв сразу. Ну, в принципе, действий технических не было, поэтому все основное интересное будет во втором периоде. Я думаю, что сейчас Шакриев взорвется и будет работать на полную мощь. Все оставили на этот, да? Да, на второй период. На второй период. Всю свою энергию, все свои резервы сейчас он выложит. Покажет во втором периоде. Ну что, второй период. Судья призывает к активным действиям обоих спортсменов. Сейчас мы это все увидим. Вот, пожалуйста, я же говорю. И сразу, да? Да. Шакриев контролирует ногу соперника. Но контролировать мало, нужно забрать 2 балла. Ход взял 2 балла. Сразу с первых секунд пошел в атаку и довел до логического завершения. Ну тут без раскачки, да. Почему нет, если да, да? Да. Сразу с первых секунд пошел вперед Шакриев и забрал свои 2 балла. Ну что? Чем ответит Абдуллаев теперь? Да. Абдуллаев ломовой прием хочет сделать. Перевернуть. Но Шакриев. Перевод не получился в обоюдном захвате. Вот это уже борьба. Обоим спортсменам нужны баллы. Никто не хочет отдавать золотую медаль.
Шакриев активнее. 1 балл — это маленькое преимущество, надо еще брать. В конце все может быть. Уже сколько раз мы видели даже по ходу этого турнира, да? Да, вот, да. когда буквально за 1 секунду, за мгновение, Да, можно. вырывали. Вот финальная схватка. Да, далеко за примером не надо ходить, да? Балаянс. Вот, пожалуйста, Абдуллаев 2 балла взял. 3-2 в его пользу. Ну и может он еще и развить этот успех. Да, Так и есть. накатил. Идет накат. Что, 5-2 уже счет? 5-2. Ну, сейчас обратно будет атаковать Шакриев. Что снова со свистком. Сейчас будет идти вперед. Раздергивал, обманывал, пытался обманными движениями. Хорошо. 2 балла. И катить надо. Еще Да, есть накат. Давай, давай, давай. уже вот 6-5. 1 балл впереди Шакриев. Как на качелях. Да, Один, преимущество второй. в одну сторону, то в другую. Счет стал расти. Ну, почему вот Шакриеву не стоило бы так? С самого начала. Да, с самого начала вот всегда так 1-0 работает. проигрывал и во втором периоде начал работать. Видимо, устали, поэтому Ну, по мере поступления, Да. решают проблемы. да, по мере их возникла проблема, решаем. Так, ну и меньше 20 секунд остается. Шакриев впереди. Его преимущество в 1 балл. Ну, и он, конечно, сейчас вот оставшееся время будет пытаться сохранить, на удержание будет работать. Вот Абдуллаев отчаянно бросается вперед. Ну и все, тут 3, 2, 1. Да, все, Абдуллаев сам тоже бросает попытки. Как-то отыграться времени, конечно, у него уже не было. Ну что ж, поздравляем мы Али Шакриева, представителя Ингушетии, да, с тем, что он стал триумфатором, победителем весовой категории до 79 килограмм. Ну, действительно интересная такая схватка, да? Уступает Шакриев. Да. Уступает, идет вперед, отыгрывает. Уступает, идет вперед, отыгрывает. Мухаммад Расул Рахимов, Узбекистан. In weight category 97 kilos are requested for final bouts Khadija David, Russia, and Rahim. И получается, у нас осталась, дорогие друзья, заключительная схватка. Да. Выявили мы всех, ну не всех даже, тут один призер у нас бронзовый, да. Это Артур Илбаскин, серебряный призер Мухаммад Абдуллаев и чемпион Али Шакриев, это 79. Но мы переходим к весовой категории до 97 килограмм. Финал: Давид Кабисов, Северная Осетия, Алания, и Мухаммад Расул Рахимов, Узбекистан. Данная схватка у нас закрывает программу, соревновательную программу наших соревнований. Ну и финальную схватку у нас обслуживает Ришат Гасанов, Ставропольский край, город Пятигорск. Судья всероссийской международной категории арбитр Элбек Базаров, Забайкальский край, Агинская, судья всероссийской международной категории. Ну и диктор на арене объявил о том, что по завершению данной схватки начнется церемония награждения. Для всех весовых категорий. Да. И там еще раз будут повторять те весовые категории, которые у нас была круговая система, кто занял 3-е, кто 2-е, кто 1-е место. Да, получается, будем чествовать всех победителей и призеров. Ну и вот сейчас, собственно, у нас Давид
Кабисов и Мохаммад Расул Рахимов продолжают оспаривать золото. А досталось, да, вот выявить только чемпиона и серебряного призера в этой весовой категории у нас, собственно, Весовой категории будут известны килограммов. все призеры, да? Первое место ведут в красном трико представитель команды России. Так, балл Республики Северная Осетия. получает Кабисов. Дэвид 30 секунд. Кабисов. За отведенные 30 секунд Рахимов не смог Спортивный клуб братьев Таймазовых. Кандидат в мастера записать в свой актив какие-либо баллы. Тренер Лалиев Техов. Но и меньше минуты остается бороться Бронзовый призер. в первом периоде. Сейчас получится вытолкать? Нет. Его соперник в синем трико представитель команды Узбекистана Мухаммад Расул. Ну и смотрим. Мухаммад Расулу 19 лет, представляет спортивный клуб «Динамо» Узбекистана. Мастер Судья спорта. просит спортсменов, да, предупреждает о том, что 10 лет. Тренер не надо цепляться пальцами. Да. Кстати, Кабисов также является бронзовым призером первенства России по молодежи этого года в городе Иркутске. Месяц назад было первенство России, примерно месяц-полтора. И он стал бронзовым призером также первенства России по молодежи. Ну и последние секунды первого периода. У нас минимальное преимущество у Кабисова. Церемония награждения победителей и призеров. Просьба победителей и призеров подойти для выхода на награждение. Все. 2 секунды. Ну, 2 секунды еще. Чуть поспешил я. Ну, да, теперь все. Это все, первый период закончился. Еще 30 Ну, секунд перерыва и 3 минуты борьбы. Не увидели мы, да, тут технических действий в первом периоде. Не увидели. И, наверное, борьба будет с минимальным счетом. Кто-то выиграет, естественно, но кто сказать сложно. По моим подсчетам, по идее, должен выиграть Кабисов. Он все-таки бронзовый призер первенства России. Рахимов, может быть, и победитель Азербайджана, но борьба в России выше и больше конкуренция, поэтому по всем параметрам должен выиграть Кабисов. Хотя борьба — это такой вид спорта непредсказуемый. Мы сами знаем, что и один период 9-0, 8-0 выигрывают спортсмены, а во втором периоде идет борьба в обратную сторону. Вот, пожалуйста, я ошибся. Я говорил, борьба непредсказуемая. Рахимов раскатывает 1-8 уже. Хотя первый период закончился со счетом 1. Ну тут, да, вот как быстро изменилась, да, у нас ситуация. Да. Еще 2 минуты. Пытается Кабисов что-то сделать, но пока ничего не выходит у него, не получается. Ну, Рахимов-то, Не подарок оказался. да, как мы видим. 8 баллов, все трудовые, все перевод, накаты. Для тяжей, вот балл еще один красному. 1 отыграл, еще 6 баллов. И тут же пропускает. Если дальнее бедро сделает. Маловероятно. А время тает. Ну, да, 6 баллов нужно
6 Ну, баллов будет. отставание в 6, и надо как-то действительно... Активизироваться, Да. отрабатывать. Время-то, в принципе, есть. Да. Больше минуты, поэтому все может произойти. Ну, бросков, как я говорил, здесь нет. Балл красному. Балл синему. Да, 8-3 в пользу Рахимова. И давайте сейчас смотреть. Минута. Уже меньше минуты. На кону золото в весовой категории до 97 килограмм. И сейчас, на данный момент, к этой цели ближе Рахимов. Да, Кабисову надо что-то предпринимать. Пока я не вижу, что он обозначение только проход в левую ногу, в правую. А вот Рахимов целенаправленно прошел и будет удерживать счет. Но тут, конечно, да, время в пользу Рахимова. Еще 2 балла сейчас забирает. И плюс Рахимов. к этому, да. Что 10-3. 10-3, да. Поднимает судья спортсменов. И, ну что, остается 12 секунд. Ну, это Кабисов сейчас будет обозначать, да, просто. Да, тут уже ясно, он уже ничего не успеет сделать. И завершается данная схватка. Все, со счетом 10-3. У нас победу одержал Победу одержал Мухаммад Расул Рахимов. С чем мы его поздравляем, дорогие друзья. Gold medal in weight category Ну и поздравляем также Кабисова с Uzbekistan. серебряной медалью. Серебряной награды. Ну и у нас сейчас будет повторы минувшей схватки. Да, говорили мы о том, что ожидали, да, от того, что Кабисов как-то спокойно, да, ну не то, что спокойно, но доведет схватку до победного конца, но вдруг вот Рахимов, Мухаммад Расул, конечно, включился и вот себе 8 баллов заработал, и дальше уже, конечно, его было не удержать. И таким образом Мухаммад Расул Рахимов стал триумфатором данной весовой категории. И, соответственно, Давид Кабисов из Северной Осетии довольствуется серебряной медалью. Сейчас у нас в скором времени начнется церемония награждения, дорогие друзья. Церемония награждения, и вот в рамках которой будем чествовать всех победителей и призеров всех 9 весовых категорий. Напомню, у нас соревнования шли в весах до 57, до 61, до 65, 70, 74, 79, 86, 92 и до 125 килограмм. На протяжении 2 соревновательных дней наша телекомпания, вот специально для вас, дорогие друзья, проводила прямую трансляцию на телеканалах НВК Саха, Мамонт, и также у нас сигнал шел и по YouTube. Ну что ж, друзья, вот порядка 90 спортсменов у нас оспаривали медали, и выявили мы всех победителей и призеров. И в скором времени мы приступим, да, к награждению, к вручению медалей. Я вот вижу, на сцене уже установили, вот, как бы это правильно назвать, вот такие стойки, где, как я понимаю, будут разложены все медали, и спортсмены сами будут после объявления подходить к этим стойкам и, собственно, ручно вот забирать награды. Начинается церемония награждения победителей и призеров
8-го международного турнира по вольной борьбе среди юниоров 2001-2003 годов рождения в памяти заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР, олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева. We're starting the ceremony of the International Freestyle Wrestling Tournament in the memory of Olympic champion Roman Dmitriev. Церемония награждения весовой категории до 57 килограммов. Награждение производит первый заместитель министра по физической культуре и спорту Республики. Дорогие друзья, сейчас мы имеем удовольствие пообщаться с тренером сборной команды республики Василием Уваровым. Ну что ж, если говорить об итогах данных соревнований, как оцените выступления своих подопечных и вообще в целом каков итог? Во-первых, я любителей вольной борьбы республики поздравляю с завершением традиционного турнира олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Как вы знаете, сегодня в очень сложной обстановке наш турнир прошел прекрасно. К нам в гости приехали 4 государства и сборная России и наши борцы. Всего 70 участников было. Но такие соревнования участников везде так много не бывает. Мы рады, что вот в очень сложной остановке наши гости приехали и украсили наш прекрасный турнир. Итог выступления сборной команды Республики Саха-Якутия я считаю отличным, потому что мы в 3 весовых категориях заняли первые места. Это 57 килограммов Караскал Григорьев, 61 килограмм Александр Иванов, 92 килограмма Данил Иванов. Это считается хорошим результатом данного турнира. Ну, то есть можем говорить о том, что план, в принципе, он выполнен. Да, мы перед собой поставили задачу завоевать 3 золотых медали, и мы это выполнили. И поэтому мы с радостью можем нашим зрителям, болельщикам сказать, что мы выполнили свое обещание. Поделиться такой новостью с чувством выполненного долга, да. Вот это очень редко, кстати, в последнее время к нам идут вот такие результаты, но вот с этого года мы это уже начинаем новое развитие борьбы, можно сказать, потому что совсем недавно наш спортсмен Станислав Сиваноев наконец-то спустя 12 лет завоевал золотую медаль первенства России в весовой категории 70 килограммов. И 3-е бронзовое место занял 57 килограммов Даркан Игнатьев. Это считается удачным выступлением. Безусловно. Да. А вот если говорить о грядущих стартах, грядущих соревнованиях, где и каких ребят мы увидим, ожидаем увидеть, на каких коврах? Да, во-первых, в июне месяце проводится традиционное первенство Европы среди юниоров. Там наш кандидат на участие Даркан Игнатьев, он должен пройти перекидочную схватку, и если все удачно будет, он примет участие в первенстве Европы. А потом самый главный старт сезона — это первенство мира, который пройдет в Уфе, в России. Там претендует на участие 70 килограммов чемпион России Станислав Сивановой, 70 килограммов. Вот такое радостное у нас сообщение есть. Мы все готовимся, естественно, этим соревнованиям. Ну что ж, действительно, нас ждут впереди ответственные старты. Мы благодарим вас за то, что нашли время, и пообщались с нами. Поздравляем вас с завершением этого турнира, и с тем, что, конечно, медальный план выполнен. Еще раз благодарим вас и поздравляем и желаем удачи на следующих стартах. Все, спасибо, всем удачи.
все радостные вести мы редко вот в последнее время сообщаем, но, как говорят, лед тронулся. Да, действительно, лед тронулся. Дорогие друзья, с нами общался тренер сборной республики Василий Варов. Подвели мы итоги выступления нашей команды. Ну что ж, действительно, 3 золотые медали. И, конечно, плюс к этому у нас еще есть и бронзовые награды. Да, сейчас как раз вот идет у нас награждение всех весовых категорий. И мы можем видеть, как спортсмены вот выходят. И, как мы уже говорили, да, сами подходят к стойке, сами забирают медаль собственноручно. И сертификаты, конечно, призовые, да, вот о которых мы говорили. 70 тысяч рублей получает чемпион, 50 тысяч серебряный призер и 40 тысяч обладатель бронзовой награды. Ну и, конечно, помимо этого, 40 тысяч рублей получает и тренер, который подготовил победителя данного турнира. И мы должны в скором времени, кстати, дорогие друзья, поговорить с Александром Ивановым, победителем весовой категории до 61 килограмма. Проанонсируем мы это интервью. Будем мы чествовать, конечно, всех победителей и призеров. И, собственно, на этом наша трансляция завершится. Ну и у нас продолжается награждение. Сейчас, я думаю, в скором времени наши коллеги, да, найдут Александра. Сейчас подойдет. Ну и завершается у нас праздник спорта, праздник борьбы в Центре спортивной подготовки «Триумф». Пока вы можете видеть яркие моменты минувшего соревновательного дня, минувшего соревновательного заключительного дня. Ну да, если быть точнее, мы смотрим в замедленном действии, как же ковалось это золото. Александр Иванов. Только что мы видели, как он вел схватку с Вадимом Берегой из Молдовы. Финал весовой категории до 61 килограмма. Ну вот, 2 дня, дорогие друзья, и снежный барс, конечно же. Ни один турнир памяти Романа Дмитриева не может обойтись без снежного барса, ведь именно с этим животным сравнивали Церемония нашего прославленного борца. Победителя и призеров весовой категории. Ну и мы видим то, что снежный барс встречает всех призеров и победителей Первый заместитель директора соревнований. Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева Александр. Ну а я по-прежнему, дорогие друзья, продолжаю ждать Александра Иванова. Александр Иванов, один из обладателей золотой медали. Второе место. Серебряный призер Сабир Джафаров, Азербайджан. Silver medal goes to Jafarov Sabir, Azerbaijan. Ну и у нас мы видим то, что продолжается церемония награждения. Ну такой формат, да, в период пандемии спортсмен сам забирает медаль, сам забирает сертификат и отправляется к пьедесталу почета. Ну и сейчас мы досмотрим, да, вот церемонию награждения в этой весовой категории, и мы пообщаемся с Александром Ивановым, дорогие друзья. Третье место. Бронзовый призер Саян Жикжимаев, Россия, Бурятия. Ну и, как мы видим, сертификаты, да? 70, 50, 40 тысяч. Это для победителя серебряного и бронзового призера соответственно. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас рядом со мной сидит член сборной республики Саха-Якутия по борьбе, который сегодня принес в копилку команды золото весовой категории до 61 килограмма, Александр Иванов.
Ну что ж, Александр, в первую очередь хотелось бы тебя поздравить с этим успехом и поделись вот впечатлениями вообще, как же проходила подготовка к этому турниру и вообще как оценишь, собственно, само выступление? Само выступление оцениваю как хорошее, был в форме, и подготовка шла отлично, и после сборов в Дагестане тем более. И, к сожалению, на России плохо боролся, он боролся. Потом сразу после России этот турнир нормально. Ну, то есть реабилитировался, да, вот, в рамках этого турнира. Ну, то есть объем выполнен, вообще хорошо себя чувствовал на старте этих соревнований. Да. Что касается вот соперника по финалу, вот Вадим Берегой, вот, что можешь сказать? Вадим Берегой вижу впервые. Впервые встречались? Да, впервые. Очень вязкий борец, все время руки вяжет, очень тесно борется. В первом периоде чуть-чуть почувствовал соперника, во втором же сами увидели. Ну да, действительно, конечно, вот все очень радовались этой победе. Я уверен, что тысячи, десятки тысяч любителей спорта переживали за тебя. Конечно, у нас трибуны закрыты, поэтому они вот смотрели, да, трансляцию и, наверное, импульсами посылали тебе все свои наилучшие пожелания. Вот каково бороться при пустых трибунах? Вот, поддержка, вот, наличие поддержки, насколько вот тебе помогло бы? Не знаю, я особо так не боролся. Ну, такого пока большого опыта бороться при трибунах пока нет, да, но, конечно, все приходит со временем, и, конечно, у тебя все главные победы впереди, я уверен. Ну что ж, и ближайшие планы? Ближайшие планы, не знаю, это решит уже тренер. Сейчас пока не знаю. Пока каких-то конкретных вот планов тогда нет. Да. Ну что ж, Александр, еще раз поздравляем тебя с этой победой. Желаем тебе удачи в последующих стартах. Удачи. Ну что ж, друзья, это был Александр Иванов, член нашей сборной, который первенствовал в весовой категории до 61 килограмма. Поделился он своими впечатлениями и мыслями по поводу вот победы на этом турнире. Да. Ну и у нас весовая категория до 70 килограмм, дорогие друзья. Константин Тавшиноев получил свою бронзовую медаль, взял, вернее. Ну и Аразабек Тактамамбетов приглашается, представитель Кыргызстана. Берет свою заслуженную бронзовую награду, сертификат на 40 тысяч рублей и поднимается он на 3-ю ступень пьедестала. Ну и, конечно, награждается еще и тренер чемпиона, а если быть точнее, тренер Джабраила Гаджиева. Джабраил Гаджиев стал триумфатором в этом весе, серебряный призер Арсен Балаян. Ну, Джабраил Гаджиев у нас представляет Азербайджан, а Арсен Балаян, напомню, представляет Калининград. Ну и на ваших телеэкранах сейчас вот выступление Джабраила Гаджиева в финале. Интересную схватку они нам продемонстрировали, по итогам которой вот Джабраил взошел на высшую ступень пьедестала, и, соответственно, Арсен Балаян стал обладателем серебряной награды. Ну и, как мы уже отметили, да, бронзовые призеры в этом весе — это Константин Тавшиноев из Иркутской области и Аразабек Тактамамбетов из Кыргызстана, который, кстати, вот, как мы помним, одержал победу над Нюргуном Андреевым, представителем сборной команды Республики Саха-Якутия. Дошли мы до весовой категории до 70 килограмм. И сейчас по плану мы будем чествовать представителей весовой категории до 74. В этом весе у нас выявление победителей и призеров проходило по круговой системе. Церемония награждения победителя и призера. 5 кругов весовой категории состоялось в этом весе. 74 килограммов. Награждение производит вице-президент Федерации. Объявлено было, что до 84 у нас такой весовой категории нету. Ну что ж, и сейчас... Да, Снежный Барс встречает участников, ну, не участников, вернее, победителей и призеров весовой категории до 74 килограмм. Ну что ж. Победитель
Первое место занял Тумен Бадиев, Россия, Бурятия. Приглашается сейчас к этим стойкам с медалями триумфатор данной весовой категории Тумен Бадиев. Второе место. Берет он золото, Буянто Шадапов, Россия, сертификат и отправляется на высшую ступень пьедестала. Серебряный призер перед вами, дорогие друзья, Буянто Шадапов. Третье место. Бронзовый призер Андриан Ленский, Россия, Саха-Якутия. И Андриан Ленский, дорогие друзья, член сборной команды республики. За подготовку Бронзовую медаль берет из стойки, сертификат на 40 тысяч и поднимается на третью ступень пьедестала. Ну и здорово, конечно, организаторы, да, тут подгадали, придумали, вот как раз за пьедесталом у нас изображение, фотографии Романа Михайловича Дмитриева, да, очень символично и красиво все, согласитесь. Вот сзади получается у нас на экране изображение признанных, прославленных спортсменов, а под ними вот новое поколение, подрастающее поколение будущих чемпионов, вот молодые ребята, которые на протяжении 2 дней в прямом эфире оспаривали медали турнира в память, вот, памяти Романа Михайловича Дмитриева. Ну что ж, чествовали мы победителя и призера в весовой категории до 74 килограмм. Я вот пока вот брали интервью, да, дорогие друзья, правда, вот признаюсь, то, что не следил, да, как у нас, в каком порядке вот выходили на награждение, и поэтому не могу с уверенностью сказать, что сколько у нас весов и каких весов осталось. Точно мы знаем то, что Александр Иванов уже получил свою награду. Но у нас тут, да, заминка. Эта заминка связана с тем, что вот каждый раз организаторы вот обновляют, да, обновляют наградную атрибутику на этих стойках. Ну что, сейчас кто будет приглашаться? Ну, по логике вещей, до 79, наверное, спортсмены будут приглашены, если их уже не наградили ранее. Но обычно же у нас награждение как идет? Сначала по нарастающей, то есть первыми вышли спортсмены весовой категории до 57, и на самом деле начинается должны были идти по нарастающей. Победителя и призеров. Давайте послушаем. До 79 да, так и есть. 79 килограмм. Сейчас представители этой категории выйдут на сцену, подойдут к стойкам и поочередно вот возьмут свои заслуженные медали и сертификаты. Также, конечно, будет награжден тренер, подготовивший чемпиона. Более 90 спортсменов стартовали на этих соревнованиях, и вот мы чествуем ведущих, лучших из лучших. Так, ну у нас первым приглашается чемпион, триумфатор в этой весовой категории Али Шакриев. За второе место перед вами, дорогие друзья. И обладатель серебряной награды Мухаммад Абдуллаев также выходит, подходит к стойке, забирает серебряную медаль и сертификат. Артур Илбаскин также берет свою награду и отправляется на третью ступень пьедестала почета. Ну и награждается тренер, подготовивший чемпиона, а в данном случае это Али Шакриев. Тренер получает 40 тысяч рублей. Тренер чемпиона. Такую же сумму получает бронзовый призер. 50 тысяч рублей получает серебряный призер. Ну и триумфатор 70 тысяч рублей. Али Шакриев
замедленном действии. Режиссер телетрансляции предлагает нам вспомнить, как же Али Шакриев прорубал себе путь к высшей ступени пьедестала почета. Поздравляем мы еще раз Али Шакриева, да и вообще в целом всех победителей и призеров данных соревнований. Действительно, пусть и не в привычном, не в полном масштабе, да, все-таки праздник спорта, праздник вольной борьбы, он состоялся и прошел очень ярко, отгремел, да, несмотря на то, что, конечно, порядка 90 спортсменов, это ни в какую не идет по сравнению с тем, что у нас обычно, да, вот проводилось в Центре спортивной подготовки «Триумф». Но у нас, например, вот для сравнения, вот просто представьте, да, вот сейчас 4 зарубежных страны, 12 регионов. Раньше вот по 20 зарубежных стран, 20 регионов. Но, тем не менее, я думаю, вы все, дорогие телезрители, согласитесь, что увидели мы на протяжении 2 дней яркую, искрометную борьбу. Алексей Александрович Дмитриев, вице-президент. И, конечно, отрадно, что команда Якутии, да, вот мы слышали вот Василия Уварова, действительно, команда поставила цель, и команда этой цели достигла. Это, конечно, не может не радовать. Победитель так. Юсуп Айдаев, Россия. Мы тем временем перешли к чествованию победителя и призера в весовой категории до 86 килограмм, дорогие друзья. Перед вами Юсуп Айдаев. Это триумфатор данной категории. И серебряным призером в этом весе у нас стал Аюр Немаев. Также он берет сертификат и медаль. Масуржан Улу Муслимбек, Россия. Ну а бронзовый призер Масуржан Улу Муслимбек. Так, чуть другую медаль не взял. Масуржан Улу За воспитание Муслимбек. победителя награждается тренер победителя. Ну и, как полагается, награждается Джукаев. Тренер чемпиона. Осталось нам чествовать 2 весовые категории. Сейчас в скором времени на сцену выйдут представители весовых категорий до 92 и до 125 килограмм. Поздравляем победителя и призеров весовой категории до 86 килограммов. Ну, я пользуюсь, да, вот заминкой, которая будет связана с подготовкой, да, вот спортсменов. Вот, как я сказал, у нас сейчас выйдут спортсмены весовой категории до 92 килограмм. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить наших почетных гостей, которые выступали в качестве сокомментатора, поделились своим экспертным мнением. Это, конечно, благодарю я Салтана Сергеевича Засеева и Анатолия Алексеевича Ковалева. 2 признанных человека в мире борьбы, спортивной борьбы. Вот на протяжении 2 дней помогали мне работать для вас, дорогие друзья, у микрофона. Действительно, работать с такими людьми одно удовольствие. Ну что ж, тем временем у нас продолжается, да, вот подготовка следующих весовых категорий. Как я уже сказал, остались веса до 92 и до 125 килограмм. Это если не будет сюрпризов, потому что мы пока не брали интервью, может быть, по каким-то причинам могло быть и так, что какую-то весовую категорию оставили напоследок, да. Поэтому не возьмусь я полностью с уверенностью говорить о том, что 2 веса осталось, но по логике вещей все должно пройти именно так. Ну что ж, Снежный Барс продолжает ждать победителя и призеров оставшихся весовых категорий. Торжественная церемония награждения победителя и Ну что, видимо, спортсмены готовы выйти на сцену. 92 килограммов. Да, чествуем спортсменов весовой категории до 92 Для килограмм. проведения церемонии награждения на сцену приглашается первый заместитель директора республиканского... 9 весовых категорий, дорогие друзья. На протяжении 2 дней разыграли все медали. В некоторых весах мы шли, традиционно, да,
по сетке. А в некоторых весах вот по круговой системе были выявлены победители и призеры. Так, у нас... За первое место золотой медалью награждается Даниил Иванов. Даниил Иванов приглашается первым на правах того, кто зайдет на высшую ступень пьедестала. Член сборной команды Республики Саха-Якутия Даниил Иванов берет золото и сертификат и поднимается на высшую ступень. Руслан Кардикоев, серебряный призер данной весовой категории. И бронзовый призер сейчас будет приглашен Сергей Николаев. Сразу два представителя сборной команды Якутии сейчас будут перед вами на пьедестале почета. Ну и Василий Уваров сейчас поднимется как тренер, подготовивший чемпиона. Поприветствовали они друг друга с снежным барсом. Ну и Василий Уваров получает также наградную атрибутику в виде медали и сертификата на 40 тысяч рублей за то, что подготовил спортсмена, победителя этой весовой категории. Поздравляем мы наших обоих спортсменов с тем, что вот сейчас в данном случае поздравляем как тренера, подготовившего чемпиона весовой категории до 92 килограмм. Ну что ж, остается чествовать самых тяжелых ребят. Это у нас спортсмены весовой категории до 125 килограмм. У них также выявление победителей проходило по круговой системе. Вот смотрим. Раз, два, три, четыре. Пять кругов у них было проведено. И по итогам вот 5 кругов у нас был сформирован состав, лидирующий состав. То есть сейчас также будут приглашены чемпион и призеры. Ну и, видимо, организаторы готовят стойки, наградную атрибутику. В этом весе 5 спортсменов. Да, 5 спортсменов начали оспаривать медаль. Ну и по круговой системе прошли состязания. Ну и сейчас мы будем чествовать лучших борцов самой тяжелой весовой категории, дорогие друзья. Первое место победитель Мухаммад Расул Рахимов, Узбекистан. Прошу прощения, это у нас весовая категория до 97 килограмм. Мухаммад Расул Рахимов получил золото в этом весе. Ну вот как раз и Давид Кабисов, да? Серебряный призер. Последняя схватка, которую мы смотрели сегодня, вот, мы с Анатолием Алексеевичем вот говорили, да, о том, что Давид Кабисов, ждем от него победы, должен он справиться с своим соперником, а нет, у Мухаммада Расула Рахимова совсем иное. Совсем иной счет был, совсем иные мысли были по этому поводу. И Мухаммад Расул Рахимов такую уверенную, более чем уверенную победу одержал. Мы поздравляем представителя Узбекистана, а также поздравляем Давида Кабисова с серебряной наградой. Это были спортсмены весовой категории до 97 килограмм. Но тут, да, так получилось, что всего 2 спортсмена было заявлено в этом весе. И получается, у нас первый соревновательный день они пропускали полностью. И вот в рамках заключительного соревновательного дня сразу вышли на финал. Такое, да, бывает, тем более в период пандемии, когда в усеченном составе вот проводятся состязания. Ну а что, согласитесь, вот здорово, заявился на соревновании, как минимум уже серебро в кармане. Ну, шутки шутками, но
по факту, конечно, вот так и случилось. Ну что, как я полагаю, сейчас у нас, да, до 125 килограмм мы приступим к чествованию самых тяжелых спортсменов, самых тяжелых ребят. Видим, снежный барс, пританцовывая, Начинается ждет торжественная церемония награждения победителя и призера весовой категории до 125 Да, до 125 килограмм сейчас весовая категория будет награждаться. 5 спортсменов оспаривали медали в этом весе и в 5 кругов прошли состязания. Приглашается исполняющий обязанности директора Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия Михаил Дмитриевич Пахомов. Ну и Михаил Дмитриевич Пахомов будет награждать. Ну да, вот то, о чем мы как раз говорили, да, по ходу трансляции. Это номинально он награждает, конечно, контакта нету. И Гамзат Алижудинов, чемпион данной весовой категории, приглашается первым. Второе место, серебряная медаль. И второе место Эдуард Максимов, член сборной команды Республики Саха-Якутия. Становится он серебряным призером. Получает свой сертификат. Третье место, бронзовая медаль, Шата Картиев. И Шата Картиев, обладатель бронзовой награды. Вот так выглядит тройка ведущих спортсменов данной весовой категории. Чемпион Гамзат Алижудинов, серебряный призер Эдуард Максимов, Республика Саха-Якутия. И на третьей ступени пьедестала у нас стоит Шата Картиев. И призеров весовой категории до 125 килограммов. Ну что ж, все медали вручены, все сертификаты вручены. Выявлены все победители и призеры по всем 9 весовым категориям, дорогие друзья. Несмотря на все трудности и обстоятельства, да, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, праздник спорта, праздник вольной борьбы, он все-таки состоялся, он отгремел. И таким у нас получился 8-й по счету международный турнир памяти прославленного олимпийца Романа Михайловича Дмитриева. Ну что ж, мы благодарим вас, дорогие друзья, что были на протяжении этих 2 дней с нами. Занимайтесь спортом, дорогие друзья, и будьте здоровы, соблюдайте все меры предосторожности, берегите себя и своих близких. До скорых встреч в эфире. Представителя компании Майтона. Для многих этот праздник является счастливым символом детства, его светлым воспоминанием. Но и сегодня его с превеликим удовольствием встречают и старики, и молодое поколение. Уруй! Когда-то дружно мы справляли веселый праздник Первомай, и на парадах радостно шагали, упрямо веря, что шагаем в рай. И хоть теперь у нас страна другая, я верю, что осталось навсегда. В душе у многих заповедь простая. Нет смысла в нашей жизни без труда. В России 1 мая всегда был долгожданным праздником. И не только в связи с Днем всех трудящихся, но и с приходом весны. Для якутян, живущих в северном крае земли, это особенно актуально. Так как положение в республике напряженное и массовый выход на улицу по-прежнему запрещен, национальная вещательная компания «Саха» решила поздравить своих телезрителей ретроспективным показом парадов прошлых лет.
Возможно, многие из вас узнают себя или своих знакомых и родственников. А начинаем мы свой показ с далеких 70-х. В 70-е годы в республике интенсивно развивалась промышленность. В сжатые сроки был построен современный город Нерюнгри. В городе Мирный построена самая крупная обогатительная фабрика номер 3 в поселке Айхал и Удачный. В строй вступили такие крупные промышленные объекты, как Якутская и Нерюнгринская ГРЭС, Вилюйская ГЭС,